Нас слышно, да, Ирма? Здрасте, Раймир Ильич. Доброе утро, да, слышно вас. Так, что-то у нас со звуком. Доброе утро, слышно. Слышно, да? Слышно. Можно чуть усилить звук. Да, мы тоже сейчас хорошо слышим. А вы нормально слышите, да? Слышно, слышно. Сейчас. Мы сейчас попробуем презентацию подгрузить, чтобы потом проблем не было. Руслан Фанзелич, сейчас Илья Викторович будет модерировать. Пожалуйста, к ним. Я на другом мероприятии пока сижу. Хорошо, хорошо. Сейчас Илья Викторович подключится. Он будет модерировать. Сейчас нас видно, да? Презентацию саму видно? Да, презентацию видно, и вас тоже видно и хорошо слышно. Презентацию можно на полный экран развернуть. Вот где плюсик. Я сейчас вот смотрю, Ага. где плюс. Вот здесь, ага. А нет, справа еще. Получается кругляшок и вот это, да, значок. Нет, не он. Так, попробуйте F11 нажать. Так, у нас в PDF, потому что в PowerPoint какая-то была проблема. Так нормально? Придется... В принципе, нормально видно. Вот нижнее окошечко еще можете закрыть, где написано Zoom справа, крестик у вас. Zoom справа, крестик, где это? Правый нижний угол. Все отлично, намного лучше стало видно. Ага. Да, а тут по слайдово нельзя, да, как-то так? Вы не знаете? А что еще раз? Ну, чтобы не ленты не крутить, а просто по слайдово перелистывать PDF. Так, это у вас, получается, презентация через браузер запустилась. Так, давайте я попробую удаленное управление подключить и сам вам сделать. Разрешите, пожалуйста, удаленное управление? Получилось? Ага, все. Так, сейчас посмотрю. А как это, что сейчас, что вы сделали, чтобы я на будущее знал? Так, сейчас скажу вам, выйду отсюда. Нажимайте кнопочку F11. Ага. Сейчас нажать? Да, можете кнопочку F11 нажать. Так, ну вот нажал, ничего не происходит. Наверное, управление, потому что у вас. Да, можете прекратить мое управление. Так, а где это сделать? Так, это, наверное, вам надо выйти. Да, все, вернул вам. Так, F11 еще раз. Нет, не слушает все равно. Попробуйте на картинку нажать и нажать кнопочку F11. И должно на полный экран быть. Ну ладно, все. Если что, ну ладно, ничего страшного тогда. Сейчас я попробую остановить и опять зайти и посмотрим, ладно? Да, хорошо. Нет, он вот сейчас уже...
меня вот сейчас он не слушает. Опять только перелистывает. Так, сейчас еще раз. Вот, ага. Все, с функцией надо. Нет, Да. функция F11, оказывается. И стрелочкой право-влево можете листать свои слайды. Все, отлично. Ага. Все понятно. Спасибо. Да. Пока отключаемся. Хорошо, пожалуйста. Мгм. Уважаемые участники, переименуйте себя, пожалуйста, по фамилии, имя, отчеству. Вот я вижу участника СПЛ-24Б. Переименуйте, пожалуйста, себя. Если прям уж там много народу. Спасибо большое. Адриана, Юлия, тогда ничего не начнется. Так, еще участник нам подключился. Айфон Милюша. Переименуйте, пожалуйста, себя по фамилии, имя, отчеству. Ага. Добрый день, Наталья Викторовна. Все у вас хорошо? Доброе утро, Равиль Мирваевич. Рада вас видеть. Да, все хорошо. Рады вас видеть. Удачного выступления вам ждем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
Один уже там сидит. Игорь Михайлович, доброе утро. Спасибо, что подключились. Доброе утро, да, как обещал, да, доброе утро. Спасибо огромное. У вас так рано, а у нас уже целый рабочий день идет. Да, Удачного выступления, ждем. спасибо, да, я готов. Спасибо. Уважаемые коллеги, просьба выключать микрофон, если вы не выступаете и не задаете вопрос. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости, подключившиеся, студенты, аспиранты, магистранты. Мы приветствуем вас из Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы и продолжаем работу Национального педагогического форума «Образование 3D». И сегодня у нас, уважаемые друзья, на повестке первая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Дистанционное образование. Трансформация, преимущества, риски и опыт». Безусловно, целью нашей конференции в это непростое время для страны, для всего земного шара в условиях пандемии, в условиях эпидемии ковид, в условиях тотальной цифровизации системы образования обобщить опыт и поделиться им друг с другом, выявить лучшие практики и попытаться внедрить у себя в систему образования школы, колледжа и вуза.
Актуальность нашей темы трудно переоценить, уважаемые коллеги, и уже в предыдущие дни многие наши спикеры ссылались на изменения ситуации в системе образования. Поэтому наша конференция состоит из 5 секций, которые отражены в программе. Я не буду на них подробно останавливаться, но призываю вас в 14:00 выбрать интересующую вас проблематику, воспользоваться нашими сервисами Big Blue Button, YouTube, Zoom и принять участие, активное живое участие в обсуждении животрепещущих проблем. Упомяну, что география нашей конференции очень широка. И, наверное, это и есть следствие пандемии, сложившейся ситуации во всех странах. Это у нас коллеги из России, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Азербайджана, Москвы, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Республики Калмыкия, Челябинска, Омска, Коломны, Лениногорска, Октябрьского, Салавата и нашего славного города Уфы. Безусловно, система образования высшей школы подверглась беспрецедентным вызовам с марта месяца, и тем не случайен доклад ректора Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Салавата Талгатовича Сагитова. Разрешите ему предоставить слово. Салават Талгатович, вам слово. Большое спасибо, Илья Викторович. Доброе утро, уважаемые коллеги. Разрешите мне всех вас поприветствовать. Особо хотелось бы выразить слова благодарности Марии Валерьевне вам, Игорю Михайловичу вам, директорам наших педагогических вузов за личное участие в нашей конференции. Действительно, 2020 год, он своеобразный, но для педвузов у нас есть и положительные моменты в этом году. Мы надеемся, что это положительные, да? Мы перешли в ведение Министерства просвещения, может быть, стали чуть теснее общаться, стали решать вопросы, и очень надеемся, что уже со следующего года, опять-таки, многие вопросы, которые перед нами ставят, и время, которые мы обозначаем, мы сможем решать вместе, сообща, в рамках тех научных изысканий, которыми славны наши педагогические вузы, у каждого свое направление, но опять-таки специалисты везде серьезные, хорошие. Еще раз говорю, очень хочется надеяться, что определенная интеграция, которая среди педвузов произошла и происходит в этом году, при помощи нашего Министерства просвещения, других структур Министерства, поможет нам выйти на другой уровень, и не только взаимного общения, а в принципе действительно показать, что педагогические вузы продемонстрируют наши серьезные достижения, которые есть в каждом из университетов. Конечно же, 2020 год внес свои изменения, и мы вот эту конференцию проводим, она, конечно, цифровая, и, наверное, может быть, где-то в какой-то степени ее и надо проводить в цифровом формате, но мы традиционно в конце декабря наш университет проводил конференции, это не случайно, у нас 14 декабря, день рождения башкирского просветителя Акмуллы, имя которого носит наш университет, и традиционно в эти сроки мы проводим наши акмуллинские чтения. В этом году они вот на 4 дня разбились, 3 конференции. Первая конференция, она завершилась вот вчера, шла 2 дня, была посвящена духовному направлению, взаимодействию с религиозными учреждениями, развитию религиозного образования. Сегодня у нас конференция посвящена цифровой образовательной среде, и завтра конференция, которая будет отражать взаимосвязь, взаимодействие традиций и инноваций в системе образования. Но сегодня вот у нас действительно основная задача нашей конференции посмотреть, что же такое цифровая образовательная среда, но нам, прежде всего, наверное, интересно, что такое цифровая образовательная среда для педагогических вузов. Ну, наш министр Сергей Сергеевич Кравцов как-то отметил, что цифровая образовательная среда – это прежде всего проверенный электронный контент, направленный на повышение качества традиционного образования. Действительно, оно так и есть, и мы и видим, что сегодня интернет представляет собой самый разнообразный склад всякого рода информации, среди которой есть и ту, из которой можно выуживать информацию, ту, из которой не нужно выуживать информацию, ту, из которой нужно брать информацию. И мы очень хотим надеяться, что вот цифровые платформы, на которых работают наши университеты, это тот источник, из которых можно черпать знания. Конечно, я полностью согласен с тем, мы не раз уже это повторяли,
каждый из нас, что дистанционное образование, к которому мы вынуждены в этом году перешли, оно это вынужденное образование, а все как бы через, опять-таки, посредством технических наших возможностей мы можем передавать очень много информации. Но как таковые знания, конечно же, они передаются в очном формате, потому что необходимо, крайне необходимо, особенно в педагогических вузах, несмотря на то, что все говорят, вам легче всего, вы гуманитарий где-то и так далее, вы можете читать лекции. Лекции мы можем читать, еще раз говорю, какую-то информацию можем передавать, но знания, естественно, они передаются только вместе с душой, частичку души, которую каждый педагог отдает своим ученикам. Вот согласно данным Global Web Index, в период с 30 апреля по июнь 2020 года среднестатистический пользователь интернета проводил в сети почти 7 часов в день. Среди них, конечно же, наши студенты, наши преподаватели, которые, опять-таки, вынужденно ушли туда, ушли в сеть. Для нашего университета это не явилось большой проблемой, переход на дистанционное обучение в плане техническом, потому что и до этого мы уже порядка 5 лет занимались этим. В принципе, вся заочка у нас большей частью на дистанционке. И то, что в Республике Башкортостан, несмотря на то, что у нас хорошие, отличные вузы, такие как авиационный, классический, сегодня у нас присутствует нефтяной университет, да, несмотря на то, что у нас такие серьезные соседи, наш университет является в ранжире нашего Минцифры, региональной Минцифры, первый среди вузов региона. Это действительно по электронному образованию, это о многом говорит. И онлайн-обучение, в том числе и массовые онлайн-курсы, они реализуются у нас на платформах LMS и Moodle. И вообще надо отметить, что два подхода основные, которые мы определяем, это использование или сотрудничество, так скажем, вузами, ведущими центрами страны в области онлайн-обучения. Это и Балтийский федеральный университет, это Поволжский государственный технический университет, это и Томский государственный университет. Ну и второй подход – это производство собственных МОУКов и их практической реализации на базе института. Вот за этот год мы план по МОУКам, естественно, перевыполнили, потому что, опять-таки, это было требование времени. И около 35 курсов, которые реализуются в онлайн-формате в БГПУ, они содержат в себе блок, формирующий цифровые компетенции. И этот год, как скажем, доказал, что, может быть, даже еще большее количество нам нужно уделять внимания, потому что здесь нужно курсы давать и для школьников, и для студентов, и для наших педагогов, и для учителей, то есть для самых разных категорий населения. И в подтверждение того, что на самом деле мы в системе образования, у нас еще много что нужно сделать по цифровому обучению. И вот табличка, диаграмма, которая перед вами, уважаемые коллеги, она говорит о том, что есть достаточно большой цифровой разрыв, причем второго уровня. Если мы, когда говорили на первом уровне о цифровом разрыве, это был доступ к каналам информации между различными социальными группами, то разрыв второго уровня – это навыки использования сетей и создания на их основе различных приложений. Так вот, цифровой разрыв второго уровня между регионами России весьма существенен. Значение итогового индекса цифровой жизни городов-лидеров почти в 5 раз выше, чем у замыкающего города, вы тоже можете видеть. При этом распределение положения существенно более равномерно. И вот распределение общего значения индекса цифровой жизни, если посмотреть, то в Уфе индекс цифрового спроса выше, чем итоговое общее значение цифровой жизни в целом. Но в то же время в Уфе большой разрыв между цифровым спросом и предложением. Спрос, чуть меньше, чем в 2 раза превышает предложение. Еще раз, это говорит о том, что мы должны, и это касается в первую очередь, наверное, университетов, высшей школы, мы должны вот эту нишу стараться в ближайшее время заполнить. Потому что вот если проанализировать другие города, то мы видим превышение спроса над предложением, наверное, во всех больших крупных городах-миллионниках, за исключением Москвы, Омска и Казани. А у нас в Уфе, вот еще раз говорю, спрос превышает предложение по образованию, вместе с тем в сфере транспорта, в сфере финансов, торговли и здравоохранения у нас наоборот ситуация, когда предложение превышает спрос. Я же говорю, нам есть на кого ориентироваться, это и наши коллеги из других городов, это и наши коллеги из других сфер жизни, которые есть, и мы должны, конечно, к этому в кратчайшие сроки сократить вот этот дефицит, который мы наблюдаем.
Что мы сделали в нашем университете? Мы пересмотрели вообще подходы к МУКу от использования, разработки и выхода на российский уровень. В целом почти 70% курсов, которые реализуются у нас в Институте непрерывного профессионального образования, представлено в цифровом формате, и оно доступно для самого широкого профессионального круга, от студентов, учителей и до менеджеров крупных компаний. В ноябре этого года лучшие разработанные пробированные МУКи нашего университета были включены в базу Университет 2035 в рамках персональных цифровых сертификатов 2020. Курс технологий цифрового образования подтвердил действительно свою востребованность. И мы второй год, у нас есть ассоциация электронных вузов, которая в республике, при ее помощи мы второй год участвуем в нацпроекте «Кадры для цифровой экономики». Если в прошлом году, когда мы только начинали, педуниверситет порядка 70 человек, скажем, сертификацию провели, то в этом году эта цифра уже перевалила за 600. Действительно, у нас есть и компетенции, самое главное, наши курсы, причем наши курсы востребованные. Мы и дальше планируем в этом проекте участвовать, и мы видим пользу и для университета, да, и самое главное для жителей города Уфы и других городов республики в основном. Вот на следующем слайде хотелось бы представить, я думаю, все опять-таки вузы проводили такие опросы, что же беспокоит или чем же довольны наши студенты после перевода на дистанционное образование. Вот вы видите, несмотря на то, что мы с вами, уважаемые коллеги, обращаясь к ректорам, наверное, да, в первую очередь переводим на дистанционное обучение с одной целью, для того, чтобы сохранить здоровье наших преподавателей, для того, чтобы сохранить здоровье наших студентов. Сами студенты вот на 8-е место всего ставят, да, что при дистанционном обучении минимален риск заболеть. Среди первых трех отзывов положительных, это, наверное, самое главное, то, что они говорят, что экономия времени, в соответствии с этим можно совмещать с работой, но и многим ребятам нравится выполнять задания в цифровом формате. Вместе с тем, конечно же, есть и отрицательные моменты, и мы это опять-таки видим, понимаем. И здесь, конечно, вот особенно самое первое, несбалансированное, непонятное задание, говорит, наверное, о том, что у наших преподавателей определенные компетенции не развиты по преподаванию в цифровой среде, что если, так скажем, в традиционном формате они спокойно могут преподавать, и люди их понимают, студентов, то определенные проблемы в взаимопонимании, в налаживании связи есть посредством вот этой сети. Ну и, конечно, там есть технические моменты такие, ну и самое главное, наверное, такой по здоровью, что действительно вот 7 часов недаром за компьютером каждый человек чуть не сидел, это и влияет на здоровье, но и есть вопросы по несоизмеримости оплаты для коммерческих студентов. Вообще, мы, когда и сегодня, к сожалению, у нас все ребята на дистанционном формате, то также задавали вопрос, насколько вас устраивает дистанционное обучение. Около 60% наших студентов сказали, что, в принципе, удовлетворены процессом дистанционного обучения. Но мы, наверное, должны понимать, и, я не скажу быть благодарными коронавирусу, но из-за коронавируса мы, наверное, большими темпами начали думать и переходить к смешанному образованию. Конечно, вот зум-интоксикация, вот такой термин даже появился, зум-интоксикация, наверное, немножко поднадоедает, и для нас вот этот коронавирусный период, это на самом деле переходный период. Это пилотный режим, который мы должны использовать эффективно максимум, чтобы уже, когда, дай бог, пройдет эта вся пандемия, чтобы мы могли удовлетворять потребности наших студентов именно в смешанной форме обучения, чтобы там были и в цифровом формате определенные мероприятия, но и, естественно, в живом формате, то есть традиционном формате, который, еще раз говорю, по моему мнению, очень сильно необходим. Вообще, Минтруд России проводил аналитику востребованности профессий на 3 сайтах, самых крупных. Это «Работа в России», HeadHunter и SuperJob. И пропорции навыков в требованиях были в следующей последовательности. Деловая коммуникация на 1-м месте, работа в цифровой среде на 2-м и на 3-м месте знания отрасли. Я думаю, вот это все очень спокойно можно взять и перевести, трансформировать на
преподавателя, на учительство, на наши педагогические вузы. Это действительно то, чему мы, уважаемые коллеги, должны посвятить наш с вами процесс обучения. Что кроме знаний в отрасли сегодня очень ценное – это умение работать в цифровой среде. Скажу больше, вот по всей стране в прошлом году началась в рамках нацпроекта образования точки роста, да, когда ставятся хорошие лаборатории, действительно, но их ставят в сельские школы или школы малых городов для того, чтобы дети не чувствовали ущемленности, для того, чтобы они, уже будучи школьниками, даже в отдалении от крупных городов, могли таким современным подходом, современным методикам уже иметь доступ. Но в то же время мы понимаем, что компетенции преподавателей в этих школах, они далеки от идеальных, и зачастую вот эти точки роста, они где-то, может быть, даже и простаивают. И поэтому задачи, которые сегодня ставятся у нас в университете, они не только перед Институтом цифровых технологий, физики и математики, а в целом, перед всеми нашими структурными подразделениями, что каждый выпускник нашего университета этого или последующих лет, он должен быть грамотнее в цифровой среде, чем все предыдущие наши выпускники, и тем более, чем учителя в школе по своему направлению. Ну, естественно, опять-таки, отличие наших вузов педагогических от других, что в отличие от многих других вузов мы учим говорить, слушать и слышать, да, и это, наверное, одно из самых ценных, вот деловая коммуникация именно об этом. К сожалению, зачастую вроде есть люди грамотные, но они умеют не говорить, а некоторые умеют говорить, но не умеют слушать и тем более слышать. И вот здесь это наша основная, скажем, задача. Мы сегодня, буквально на прошлой неделе, обсудили стратегию развития университета в целом. Также защищали наши 4 факультета института свои программы развития. И одна из программ развития, вот Илья Викторович, модератор нашего мероприятия, представлял программу развития своего факультета, еще раз, физики, математики, информационных и нанотехнологий. И еще раз говорю, задача, которая там была поставлена, это цифровизация образования, причем не только у него на факультете, а перед ним стоит больше, шире задача цифровизации всего нашего университета. Опять, но не в полном, естественно, объеме, а элементы должны быть, уровни должны быть. И достаточно бурно мы это дело обсуждали с деканами факультетов, директорами институтов, проректора, то есть экспертами, и пришли к определенным знаменателям, в которых будем в дальнейшем продвигаться. В целом наш университет к этому готов. Мы вот за последние года полтора серьезно обновили техническую нашу базу, это цифровые зоны, это и лаборатории. Мы, опять-таки, по модели точек роста, правда, она у нас в университете реализовалась в 2 раза больше, чем обычно в школе, потому что мы действительно компетенции должны давать больше, чем школьникам дается. Создали Центр роста цифровых компетенций. Кроме того, запустили такой проект «Цифровой просвет», такой цикл мини-лекций о самом интересном в доступной форме научно-просветительского характера. И если в начале в сети интернет, на YouTube-канале это тоже есть в нашем университете, если вначале читали наши профессора-доценты, то сейчас учителя школ пока города Уфы, это и студенты наших вузов, то есть на самые разнообразные тематики. Но и самое главное, вот мы активно поучаствовали в таких нацпроекте образования по направлению WorldSkills. Мы открыли 4 лаборатории за счет средств от федерального бюджета, плюс у нас своих, еще за счет своих средств 6 лабораторий. И там везде, конечно же, в первую очередь цифровизация. Для многих, кто не имеет представления о педагогическом образовании, который приходит на кафедру дошкольного воспитания, конечно, очень сильно удивляется, как можно сегодня в детском садике для воспитателя применить цифровые технологии. А сегодня действительно все на это настроено. Поэтому наша задача, чтобы это не просто красивый кабинет был там с модными новыми технологиями, а чтобы все это было реализовано. Самое главное, чтобы наши студенты прекрасно в этом ориентировались. Вот есть такое высказывание, что, возможно, машины и не смогут заменить людей, но люди, использующие машины, заменят тех людей, которые их не используют. И поэтому мы действительно должны быть передовые. Ну и еще один момент, в заключение своего выступления хотел бы сказать. Буквально 2 недели назад вышло распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в Уфе
в Башкортостане образован Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. В этом НОЦе, это один из 5 НОЦ, образованных в этом году, в этом НОЦ представлено все 6 крупных университетов, в том числе и наш. И вот буквально позавчера глава региона был у нас в университете в гостях, мы демонстрировали ему те направления, которые будут развиваться в нашем университете в рамках НОЦ. Это и нанотехнологии, это и генетика, это и альгология и другие направления. Но основную свою задачу мы, конечно же, видим в подготовке современного учителя. Потому что, как бы то ни было, все ребята, которые из школ пойдут в университеты, а НОЦ – это история на 20-30 лет, это такой конгломерат университетов, крупных предприятий, и не только крупных предприятий, это и финансовые институты. И, конечно же, все будущие студенты, они должны быть подготовлены именно к этим направлениям, которые взяты за основу и в большей части будут реализовываться в наших университетах. И мы в соответствии с этим мы назвали этот проект «Предноц». Мы должны отрегулировать сегодня, подкорректировать и учебные планы нашего университета для того, чтобы в школе давались те знания, которые позволят нашим нынешним школьникам овладеть элементарными какими-то навыками для развития именно в том направлении, которое определено в этом НОЦ. И на мой взгляд, у нашего университета не менее сложная и не менее интересная задача, чем у наших коллег, там, у нефтяного, классического, медицинского, авиационного университетов, аграрного университета, потому что действительно мы должны сформировать этих ребят, и они должны быть готовы к приему этой информации, к овладеванию новым качественным уровнем знаний. Я завершаю свое выступление и еще раз уверен, что сегодня у нас и вот в пленарной части, и после обеда, то, что Илья Викторович сказал, будет секционное заседание, мы услышим много полезной информации, обязательно будем стремиться к ее применению и у себя, потому что велосипед придумывать не надо, когда другие коллеги что-то придумывают, это всегда полезно и интересно, просто его нужно правильно адаптировать к нашим условиям. Еще раз благодарю всех за то, что вы нашли время и участвуете в нашей конференции. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый Салават Талгатович, особенно за прикладной посыл конкретных решений, которые коллеги, я уверен, на секциях смогут облечь в более частные решения, развести по профилям. И призываю уважаемых спикеров и зарегистрировавшихся в системе Zoom задавать вопросы. Коллеги, включаем микрофон, задаем вопрос. Есть ли вопросы у вас? Или если вопросы появятся, есть возможность в чате написать вопросы, я думаю, к любому нашему докладчику, и на эти вопросы мы ответим по мере работы. Совершенно справедливо. Уважаемые коллеги, действует накопительная система вопросов. В чате, к которому мы вернемся уже по завершению всех докладов, но уже поступили 3 вопроса, Салават Талгатович. Один явно от студента. Не утратит ли будущий педагог какие-то личностные качества, погружаясь в цифровую среду? Видимо, от студента действительно, потому что мы несколько раз подчеркнули, что цифровая среда – это инструмент, это не замена. Поэтому наша задача именно в педвузах сделать так, чтобы наши студенты, традиционно отличающиеся от выпускников других вузов своей социальностью, если так можно назвать, чтобы они не то что не потеряли, а наоборот приумножили и вот посредством цифровых достижений развивали это направление. Спасибо большое. Спрашивает коллега, какие этапы должен пройти вуз, чтобы выйти на такой уровень цифровой среды, как у вас? Для этого надо быть Башкирским госпедуниверситетом, чтобы пройти эти этапы и выйти на этот уровень. У каждого вуза своя специализация, у каждого вуза свои особенности, и у каждого вуза свои достижения. Я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому действительно вот мы и среди наших педагогических вузов коллег тоже общаемся, действительно много нового интересного. С коллегами общаемся. Вот я вижу, здесь у нас авиационный университет представлен, да, коллеги, проректор и декан факультета. Поэтому ТИНОИ университет, аграрный университет, у всех определенные свои достижения есть. Даже Институт искусств сегодня вольно или невольно перешел на
цифровое обучение, хотя сложновато это представить, но это так, опять-таки, из посыла, что первичное здоровье. Спасибо, Салават Алгатович. И если позволите, вопрос от модератора. Как вы считаете, уважаемый Салават Алгатович, что более ценно для человечества? Музыка, написанная человеком, или музыка, написанная нейросетью? На эту тему долго можно обсуждать и говорить. И музыка, и стихи, и все, что и картины. Они же пишутся не для того, чтобы кому-то что-то доказать. В основном. Они пишутся для того, чтобы выразить свой внутренний духовный мир, и для того, чтобы, может быть, поделиться с этим. И картинки могут быть, наверное, компьютером более совершенно сделаны, и стихи, наверное, нейросеть научится или уже учится, научилась писать слаженные, интересные, но это не есть отражение души человека, его духовного мира, и поэтому для меня это, знаете, постеры вот эти, это все равно, что смотреть на постер какой-то или на реальную картину, да, и понимать, что это совершенно разные вещи. Поэтому пусть компьютеры пишут так, чтобы в глубинке тоже можно было увидеть, да, что вот это тоже и есть. А, конечно, приобщаться надо только в очном режиме, традиционно. Спасибо большое, Салават Алгатович, спасибо. Коллеги, задаем вопросы. И сейчас, наверное, я немного сам себе тоже завидую. Я видел презентацию Игоря Михайловича, и у меня действительно очень много вопросов, я думаю, даже как и у моих коллег, поэтому призываю к его вниманию и предоставляю слово доктору педагогических наук, почетному работнику общего образования, ректору Московского городского педагогического университета Игорю Михайловичу Римаренко. Игорь Михайлович, вам слово. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, а вы уже запустили мою презентацию, я только что собирался расшарить экран. Тогда я буду говорить следующий слайд, наверное, так, да? Работаем на цифровое опережение. Давайте через следующий слайд. Хорошо. Вот Илья Викторович сказал про тотальную цифровизацию. Мне кажется, вы подчеркнули, действительно очень важную черту того, что произошло, что фактически те технологии цифровой дидактики, о которых мы сейчас так активно говорим и применяем их к всей совокупности обучающихся, изначально на стартовом этапе планировались лишь для небольшой группы 5-7, может быть 10% наиболее мотивированных школьников, способных все эти технологии применять и осваивать. Вот как мы видим по активности целого ряда дистанционных проектов школ, связанных с семейным образованием, связанных с обучением по, как это, on-demand говорят, по требованию, значит, везде там все эти технологии планировались, для небольшой группы тех, кто имеет определенный сформировавшийся мотив, заказ на это самое образование. И тут вдруг они начинают применяться абсолютно ко всем. Естественно, все это было вызвано внешними обстоятельствами. Вот недавно ОЭСР посчитали, какой прок с тотального дистанционного образования в плане здравоохранения. И этот прок весьма заметный. Вот на следующем слайде я просто показываю скриншот того, что посчитала OECD. Это разные факторы, оказавшиеся влияние на снижение заболеваемости. И есть среди этих факторов, значит, факторы, которые очень мало на это повлияли. Например, запрет на перемещение внутри страны, на самом деле не очень-то сработал, люди все равно перемещались. А вот закрытие школы, перевод на дистанционные рельсы повлиял заметно, чуть менее 20%. На самом деле, вот там в Москве, когда мы анализируем эти данные, то есть если мы видим, что у нас есть там 500 000 заболевших, значит, из них там 10% направляется в больницу, и еще 10% это люди, которые тяжело переносят и погибают. То есть мы можем сказать, что для нескольких десятков тысяч человек
вот эта мера вынужденная, тем не менее, сохранила либо жизнь, либо предотвратила существенные потери в здоровье. И в этом смысле действительно, ну, другого варианта, наверное, быть здесь не могло. Значит, дальше что началось? Начались технические трудности, следующий слайд, да, значит, все начали переживать, и вот Салават Талгатович, по-моему, второй фактор, который отмечали студенты, как раз эти технические трудности, не хватало памяти на компьютеры, места и так далее, да. Значит, начались причитания по поводу плохого качества, и вполне оправданно, да, следующий слайд, и там, так сказать, всякий разный троллинг появился, люди начали, так сказать, высмеивать эту ситуацию общения педагогов и, значит, школьников. Конечно, следующий слайд. Путаница возникла среди понятий. Я все время, значит, мы говорим электронное обучение, дистанционное обучение, онлайн, офлайн, удаленное обучение, пишут газеты. Как-то приплелось сюда очное и заочное, хотя здесь классификация совершенно такая, что не связана с использованием цифровых инструментов. То есть может быть и очное дистанционное, и заочное дистанционное. Ну вот более такие, так сказать, face-to-face говорят наши коллеги за рубежом. И вот в этой путанице, конечно, нам придется разбираться. Вот мы знаем, что сейчас депутаты попробовали поправить законодательство в плане понятийного уточнения, но модели пока готовой нет. И, в общем, никто здесь не понимает, как правильно чего называть. Но, наверное, коллеги, нам с вами с этим нужно разбираться и предлагать какие-то внятные конструкции именно для той ситуации, когда дистанционное обучение становится применимо не для 5%, как оно изначально разрабатывалось, а для всех 100%. И вместе с этим, вместе с всем негативом, следующий слайд, мы видели, как школьники, родители говорят спасибо, понимают, сколько усилий пришлось приложить в это время для того, чтобы мобилизоваться и организовать качественное обучение. Это же потребовало и внимательного аналитического взгляда на вот, собственно, цифровые технологии. В качестве примера, который совсем недавний, вот очень популярный сериал, который сейчас многие смотрят на следующем слайде, значит, как он, «Ход королевы» по-русски называется, перевели его «Ход королевы», да? Про шахматистов, выдуманная абсолютно история. Значит, но тем не менее, значит, это приводит к обсуждению того, а как же учатся современные дети. И вот, собственно, в одной из книжек мы видим анализ того, что современные школьники, которые тренируются на компьютерных программах и как шахматисты, и как, собственно, гроссмейстеры, мыслят совершенно иначе. То есть их способ расчета ходов, он более прагматичен и менее систематичен, чем, собственно, те, кто учились на поколение раньше. И нельзя сказать, что они плохие шахматисты, нельзя сказать, что они менее эффективно играют, но они мыслят иными категориями, они ориентируются на прагматику, а не на построение теоретических конструкций, у них система систематизации игр и ходов другая и так далее. И тем самым нам с вами, как профессионалам педагогики, пора обратиться к принципам классно-урочной системы и посмотреть, а что же, в общем, с ними происходит сейчас, что происходит с классно-урочной системой. Итак, Ян Амос-Каменский завещал нам 4 основных принципа. Слайд. Следующий принцип, первый принцип, принцип сознательности и активности. Ну и вот Ян Амос-Каменский писал, что правильно обучать юношество – это раскрывать в первую очередь способности понимать вещи, не слепо, так сказать, как-то запоминать, а понимать, осознавать. И, наверное, вряд ли с этим принципом можно было как-то поспорить. Вот действительно, такое глубокое понимание и осознанность остается краеугольным и важным принципом, в том числе, когда мы с вами оцениваем, работают или не работают те или иные образовательные технологии, и когда мы с вами оцениваем в том числе эффективность цифровых инструментов. Следующий принцип
Принцип наглядности. Ну вот тут уже начинает ситуация немножко плыть, потому что вот эта история, когда, значит, Ян Амос Коменский со своими учениками выходил в поля, на природу, они ее изучали, смотрели и так далее. Сейчас уже содержание образования стало таким сложным, что все больше и больше, не люблю это слово, контента, значит, уже невозможно натурально лицезреть, и уже невозможно ощутить. Все больше и больше контента представлено в имитационных средах. Более того, сами профессии, как бы создают зеркала реальных процессов и с ними работают. Да? Если мы с вами придем на современный, я не знаю, там, вот у нас Мосводоканал, да, что мы там увидим? Мы там увидим не трубы с задвижками, а мы там увидим гигантское количество компьютеров, которые как-то там отражают все те процессы доставки воды, которые в городе происходят. То есть всегда мы имеем дело с имитационными процессами, и вот этот принцип наглядности начинает здесь плыть. Принцип постепенности и систематичности знания, о котором говорил Каменский, третий принцип, следующий слайд. Значит, здесь уже тоже возникают вопросы, потому что вроде бы, вот как в примере с шахматистами, иногда стройность знания, его такая логическая упакованность ставится под сомнение, потому что вот в мире... как это, глобальной помойки, да, называют интернет. В мире сетевых коммуникаций разные элементы знания так расположены, что могут осваиваться в разной последовательности, в разных логиках. И иногда просто, как бы непонятно, почему именно такой принцип систематичности, да, мы с вами выбираем. Ведь и в науках, да, там, так сказать, мы видим, что могут быть разные пути освоения и постижения учебного материала. И последний принцип, принцип упражнений и прочного овладения знаниями и навыками. Но здесь Каменский как говорил? Он не говорил, что нужно что-то повторять и заучивать только потому, что это действительно имеет смысл, что это придает какую-то осмысленность. Это противоречило бы первому его принципу. А он говорил о том, что когда вот это повторение происходит, в учениках воспитывается некоторая бодрость, уверенность, значит, декламирование знаний. И как здесь быть? Наверное, здесь тоже не совсем так. Вот, например, когда мы с вами, так сказать, используем принципы групповой командной работы, там тоже есть вот эта уверенность, тоже есть лидерство. А я думаю, что многие коллеги согласятся, что современное молодое поколение в плане отсутствия комплексов что-либо спросить или там, так сказать, заявиться на тот или прийти на кафедру, прийти, значит, там, к проректору, еще куда-то, значит, и что-то такое продекламировать, они, в общем, особых-то барьеров не испытывают в плане вот этой самой бодрости. То есть что-то здесь тоже несколько иное. Так, ну и дальше вот, а как построить эту современную цифровую дидактику, да, вот с чем она может быть связана? Ну, понятно, что на поверхности лежат разные цифровые среды, разные инструменты, которые мы с вами используем, и система веб-конференц-связи, и разного рода тренажеры, и системы агрегирования электронного учебного материала, и все это есть смысл обсуждать, но... Иногда, вот мне нравятся слова нашего коллеги Александра Сидоркина, который сейчас возглавляет один из самых интересных факультетов образования, который говорит о том, что иногда за десятками, вот покажите товарища Сидоркина на следующем слайде, вот так он выглядит, значит, вы можете найти его посты в Фейсбуке, вот здесь он просто писал на английском, поэтому я, значит, переведу, что на самом деле за десятками разных инструментов мы теряем, собственно, смысл педагогики. Мы иногда так сильно увлекаемся всеми инструментами, так хочется нам красиво их упаковать, рассказать, то они превращаются в некоторый фетиш. Вот. А смысловые вещи теряются. Вот что мне кажется, чтобы понять, что вот теряется и как нам с этим быть, вот я покажу из одной из сибирской глубинки фотографию на следующем слайде. Это сделала одна из наших коллег.
где школьники получают каждый день в сельском магазине задания, решают их, складывают в коробочки, и дальше учителя их забирают. Вот такое дистанционное обучение в условиях, ну, либо очень слабого, либо просто отсутствия интернета. И мы с вами понимаем, да, что вот именно, о чем Салават Талгатович несколько раз говорил, что вот это именно живая ситуация, живого общения есть самое ценное, что мы хотим сохранить. Но вместе с тем, да, вот следующий слайд, теряет смысл такое рутинное заучивание. Вот, наверное, больше всего, над чем смеялись в первую вот весеннюю дистанционную кампанию, когда требовали запоминания и воспроизведения. Вот видно фотография, мама сидит под партой и своему сыну подсказывает что-то из учебника, а тот учительнице отвечает. Вот такое рутинное, неосмысленное повторение стало в самом деле, ну, некоторым таким триггером переосмысления педагогики. И вот можно предложить здесь такую картинку: информация или смысл. Да, вот Салават Талгатович различал информация и знания. Вот есть, конечно, следующий слайд, Google, и там можно много чего найти. И действительно, та педагогика, которая ориентирована на повторение Google, она вот как бы утрачивает смысл. Действительно, много из того, что мы, когда я учился в школе, мы заучивали все 120 столиц, ну, почему все? Не все, наверное, но вот я почему-то помнил 120. 120 столиц всех разных стран. Сейчас я думаю, что, наверное, это действительно бессмысленно. Ну вот, чем мне помнить, там, как столица Зимбабве отличается от Эфиопии, там, Аддис-Абеба, неважно. Значит, ну вот замысливать, запоминать всю эту информацию становится... А вот осмысливать, да, вот какие там смыслы, как это связано с нашей жизненной повесткой, как это связано с применением знаний, вот здесь возникает, ну, необходимость определенная. И порой вот это осмысливание случается не только индивидуально, в индивидуальной рефлексии, а оно и невозможно без коллективной работы, без столкновения мнений, без конструирования гипотез, что невозможно сделать индивидуально. Да? То есть невозможно, сталкивая разные гипотезы, оценить и найти, какая из них наиболее эффективна. Ну, то есть это абсолютно вот как бы тот формат, который мы теряем за счет цифры и должны думать, что с этим делать. Дальше. Вообще говоря, ходы, как из этого выходить из этой ситуации, есть. Вот, например, структурирование содержания образования по логике больших идей. Сейчас вышла очень хорошая книжка, Тарас Пащенко написал. Он проанализировал, как в мире это делается. Это вот, ну, российский, может быть, прообраз был, помните, когда обсуждалось фундаментальное ядро содержания образования. Вот куда-то туда. Но пока мы так, например, строить стандарты образовательные не научились. То есть, смотрите, вот следующий слайд. То есть, не классический учебник, где вся информация ряда положена, и освоение ее является, так сказать, освоением учебного контента, а выделение некоторых системообразующих базовых идей, на которых строится все остальное. Ну, над этим мы сейчас активно работаем, вот в частности, цитаты из Томаса Куна, одна из, ну, я думаю, что вообще она считается самой популярной книгой «Генезис научных революций», на следующем слайде, где Томас Кун критикует, следующий слайд, пожалуйста, Томас Кун критикует традиционные учебники, как неживые, так сказать, отрешенные, неинтересные. И это позволяет нам наметить несколько принципов дидактики больших идей, что в содержании образования появляются фундаментальные концепты и представления, на которых базируется все остальное. Вот покажите на следующем слайде. Но не только сами фундаментальные концепты и представления, но и технологический пакет, то есть как это будет применяться и использоваться. Причем не только как бы вот в крупных инженерных областях, но порой в бытовом повседневном применении. Мы знаем с вами, как в нашу реальность содержания образования вошла финансовая грамотность.
Да, вот кризис 2008 года был, и все страны стали думать, как включать финансовую грамотность. Это пример такого бытового применения вполне себе концептуальных наработок. И что особенно важно, мне кажется, для нашей страны, для нас всегда было важно будущее, для нас всегда было важно думать. Знаете, Стругацкие говорили, та страна, которая не имеет своей фантастики, у нее нет своего будущего. Так вот, большие вызовы, то есть разговоры о будущем, как не просто актуальное сейчас содержание образования, не просто наше наследие, которое мы хотим передать, но и вот шаг вперед. Как говорил Густав Малер, традиции – это не пепел, который мы хотим ценить и сохранять, а это огонь, который мы должны зажечь. Вот в этом смысле. Так, ну и вот еще давайте пролистнем один. Ну и вот на будущее, конечно, мы сейчас получаем совершенно уникальную штуку. Вот можно 22-й сразу слайд, следующий, да. Значит, вот у нас были такие планы уроков, планы занятий, которые писали в доинтернетовскую эпоху наши учителя. Сейчас мы можем видеть, как эти учителя взаимодействуют друг с другом. То есть мы все эти наработки теперь имеем в цифровых средах. Вот у нас есть такой проект «Московская электронная школа». И вот в этой Московской электронной школе учителя сохраняют разный контент, свои сценарии уроков, учебные пособия, тесты и так далее. Но для нас это богатейший материал для анализа, в первую очередь в плане установления неформальных лидеров педагогических, даже и не только цифровых. Можно вот последний слайд покажу, 24-й, следующий лучше. Вот, смотрите, какая конструкция. Мы недавно ее построили. Значит, вот мы имеем весь контент, который используют московские учителя. Вот красные, да, значит, здесь, значит, что здесь? Здесь черные точечки, вот такие, которые вы видите на слайде, это непосредственно учителя, у них есть фамилия, имя, имена, отчество. То есть это реальные как бы лидеры. Учителя, которые генерируют тот или иной контент, создают сценарий уроков, используют что-то и так далее. И вот эти парные связи, от каждой точечки там выходят две таких линии, да, два отрезка. Это те, с кем учителя поделились. Они у них взяли, и тот другой у них что-то взял. Это парные кооперации вот на этом слайде. Причем красные отрезки – это кооперации в начальной школе, зеленые в основной и синие в старшей школе, в 10-11 классе. И видно, что начальная школа так сгруппировала компьютеры в одну группу, потому что они в самом деле там очень тесно друг с другом взаимодействуют. Основная школа, здесь несколько уже зеленых групп, потому что там разные предметы и, так сказать, разные интеракции. Ну а синяя вообще разбросана, там, так сказать, профильное обучение, там жестких кооперационных групп нет, за исключением там, совершенно некоторых случаев. Теперь реально за счет этого мы можем вычленять, видеть наиболее сильных, не назначенных, да, кем-то, да, а реально выбранных учительским сообществом методистов, тех, чьи материалы ценятся, используются, к кому обращаются. Вот мы проанализировали этих методистов и 8 уже взяли на работу со студентами. Это и есть те неформальные лидеры, которые вот несут за собой новые подходы в содержании образования. Я думаю, что есть нам над чем, уважаемые коллеги, работать, и впереди нас ждут самые интересные исследования, которые обогатят и наше педагогическое образование, и глобальное тоже. Все, спасибо. Спасибо большое, уважаемый Игорь Михайлович. Очень интересный живой доклад, наталкивающий на размышления. И не случайно, вот Салават Талгатович тоже упомянул о нейросети, она у вас уже методические результаты начинает приносить в вашей профессиональной деятельности. Если 8 методистов заходят активно в университет, я думаю, что этот опыт будет интересен не только нам, но и всем остальным коллегам. И, честно говоря, наша аудитория начинает активно участвовать в дискуссии, и, на мой взгляд, продолжая ваше несколько семантическое понятие «дидактика больших идей», вопрос связан, наверное, с дидактикой доминант. Сохраняю орфографию и пунктуацию от автора. Игорь Михайлович,
При переходе на дистанционное обучение мы знали, что поначалу более слабые результаты. Это объясняется недостатком опыта взаимодействия с инструментами и процессами обучения, недостатком благоприятных условий для онлайн-обучения на дому. Через некоторое время и студенты, и педагоги столкнутся с вызовом отсутствия мотивации. Что делать с этим? Как мотивировать и тех, и других? Вот, ну, я затронул, наверное, один только аспект, связанный с мотивацией. И вот, знаете, вот для меня здесь что важно? Одно из направлений таких естественных, связанных с этой мотивацией, давайте использовать больше разнообразных цифровых инструментов. Ну вот там, не знаю, вот вчера мы проводили в университете, там наши лайфхаки это называлось, значит, ну то есть преподаватели делились, какие там они фишечки в плане вовлечения и удержания внимания используют. Ну, например, там, давайте вот проголосуем в чате. Мы работаем в системе Microsoft Teams, и там есть такая фишка голосования в чате. Не все они знают. Вообще система немножко, как сказать, перемудренная, да? Значит, там надо запомнить, куда кликнуть, чтобы... И это очень удобно. Вот преподаватель, так сказать, читает лекцию. Он, хорошо, если по глазам мониторов, ну, у себя на компьютере, он видит, что-то я здесь не то говорю, вроде бы не совсем понимаю. Давайте проверим. И он быстро в чате, так сказать, какие-то опции выставляет, и студенты говорят, ну, вот я так считаю, я так считаю, я вот так считаю. Да? Вот такие лайфхаки. Значит, вот цифровые лайфхаки, это значит... ну, первая, как бы, ну, или одна из версий. Давайте использовать разнообразные цифровые инструменты. Kahoot еще есть. Mentimeter преподаватели используют. Всякая вот такая, ну, лабуда разных инструментов. Но мне кажется, что самое главное, это не вот это разнообразие инструментов, а выделение действительно таких ядер знания, которые... можно понять только в дискуссии. То есть, если вы нашли такие, ну, как бы у себя в своем предмете, в своем контенте, нашли такие ядра знания, которые требуют дискуссии, за которыми стоит неоднозначный вопрос, да, то само это содержание, оно уже начинает удерживать внимание. То есть, если содержание увлеченное и интересное, да, если вам удалось найти в нем вопрос, который захватит всех остальных, это значительно важнее, чем вот это разнообразие всяких этих цифровых прибамбасов, всех этих инструментов. Ну, их и тоже надо изучать, но понимать, что это всего лишь инструмент, а не цель. Это лишь способ, которым мы работаем. Вот так я думаю. Игорь Михайлович, еще раз спасибо за участие. Вот вы правильно говорите, что, конечно же, очень важно в первую очередь содержание, да, к форме, но в то же время, я думаю, и у вас были такие прецеденты, когда великолепный ученый, великолепный оратор, великолепный лектор, когда у него нет перед глазами студентов, он просто, глядя в объектив видеокамеры, он просто теряется, да, и не знает, что сказать. Потому что то, что вы говорите, ведь это очень верно, видеть реакцию людей, да, и, конечно, вот мы тоже с этим столкнулись в нашем университете, с такими вот примеры были. Люди просили чуть не посадите, пожалуйста, хотя бы 3-4 человека, я не могу читать, хотя там аудитория совершенно. С этим как справляться, Игорь Павлович? Индивидуально или как-то? Вы знаете, мы согласен, такая проблема действительно есть. Мы летом взяли, мы как-то, так сказать, сразу прикидывали, что будет вторая волна, и мы всех 65+ наших преподавателей, значит, обязали записать МАОКи. Значит, и вот ровно эта же проблема действительно вылазила. Иногда преподаватель говорит, ну, я буду рассказывать оператору на камеру. И, значит, уровень операторов резко вырос интеллектуальный. Это да. Нескольких лекций. Значит, но, знаете, постепенно привыкли, постепенно освоились. Это действительно такой фактор привыкания, когда, знаете, как на радио. Вот я в свое время в студенчестве подрабатывал там на радио.
Значит, и на радио это тоже все время, там-то вообще никого не видно, то есть стоит микрофон и все, да. Но вот через какое-то время этот навык, ощущение аудитории, он все равно начинает вырабатываться. Это наживное. То есть я не думаю, что это там тотальная проблема. Ну, согласен, согласен. Спасибо. Спасибо большое. Еще один вопрос. Наверное, у нас расширяется аудитория. И действительно, дистанционное образование важно для любой отрасли. И, наверное, медицинский университет у нас присутствует. Вопрос. Ваш доклад заинтриговал. Спасибо. Инъекция – скорее медицинское понятие. Как вы считаете, для российского образования инъекция дистантом нужна для развития или скорее во спасение? То есть это стероид или вакцина? Смотря для чего. Вот я думаю, что для дидактики, для педагогики это, конечно, вирус. Вот все эти цифровые дела, которые мы использовали, это как вирус. Вирус, который запустил, ну, некоторые изменения, которые, может быть, раньше нами где-то, как бы сказать, скрыто предвосхищались эти изменения, так прорабатывались локально, а теперь все общество стало в это вовлечено. Родители наблюдают это обучение дома, да, вот семьи видят, как люди учатся, как у них меняется в процессе обучения голос, внимание, как они расходуют свое время. Все это стало вдруг, ну, не только нашей болью и проблемой, а всего общества. И это в этом смысле вирус, к которому мы сейчас вырабатываем некоторые антитела. Вот, значит, и надо сказать, что вот то, что мы с вами на этих конференциях обсуждаем, мы в каком-то смысле обсуждаем, вот, собственно, где-то реакцию организма, где антитела, да, где-то какие-то, так сказать, ну, такие лайфхаки небольшие, но я думаю, что все, что касается IT-индустрии, вот этот всплеск, как вот коллеги говорят, эдтеха, вот этого направления IT-индустрии, которое связано с образованием, это попытка бизнеса, попытка крупных, так сказать, организаций, там вот Zoom, с которым мы с вами работаем, которая сейчас в жесточайшей будет конференции за очередной $1 миллиард вместе там с Microsoft или там с Google, да, с другими компаниями. Все они будут искать вакцину, все они будут искать решения, которые, несмотря на дистанционный формат, будут использовать больше возможностей для вовлечения, больше возможностей для удержания слушателей, больше возможностей для дискуссии и коммуникации в этих средах. Где-то появятся голографические лекторы. Все это нас ждет. Все эти вакцины, так сказать, будут придумывать и как бы на нас использовать. Ну и нормально, так сказать, мы тут со своими чемоданами в плане осмысления, дидактики всего этого дела. Поэтому я считаю, что для нас это хорошие перспективы, для педагогического сообщества. Спасибо большое. И если позволите, в завершении вопрос от модератора. Прошли 2 больших крупных мероприятия. Встреча IT-руководителей организации с представителями нашего министерства, уважаемого, а также конференции EdCrunch по цифровому образованию. И завязалась дискуссия, на самом деле, с точки зрения массовости применения цифрового обучения. С одной стороны, наши коллеги утверждали, с точки зрения массовости, перенос реальной практики в цифровую обязателен один в один. Как работал у доски, так работаешь и в цифре. Оппоненты яростно утверждали, что такой перенос без изменения цифровой среды и инструментов абсолютно губителен. Вы придерживаетесь какой точки зрения? Ну, я придерживаюсь точки зрения, что прямого переноса в самом деле нет. То есть, действительно, ну, как бы ландшафт успешности преподавателей распределился по-другому.
И, ну вот, знаете, у нас в этом самом Microsoft Teams, где мы учимся, мы установили контроль, и там ректор может зайти на любое занятие, проводящееся в Microsoft Teams, и посмотреть, что там происходит. Да? Сейчас я это уже меньше делаю, потому что как-то студенты научились троллить. Знаете, вот раньше преподаватель входит в класс, и все встают и говорят: «Здравствуйте, Иван Иванович». Да? Вот то же самое, когда я сейчас появляюсь в каком-нибудь занятии цифровом, да, преподаватель ставит паузу, и все студенты говорят: «Здравствуйте, Игорь Михайлович». Я после этого так стал говорить: «Сделайте мне, чтобы я как-то скрытно заходил», если что. Вот, значит, и в этом смысле действительно здесь появляются новые инструменты, какие-то преподаватели там были успешны одним образом, здесь успешны другим образом. Вот я вижу вопрос о привлечении знаний из других дисциплин и областей. Действительно появляются кооперационные занятия, да, когда мы междисциплинарность пробуем здесь улавливать. Хотя вот надо сказать, что концентрация наиболее смысловых аспектах той или иной предметной области, о чем я говорил, и выделение вот таких базовых идей, укрупненных дидактических единиц нам дается труднее. Мне кажется, этому мы должны здесь научиться. Да, звук слышно. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Я уверен, что вы продолжите участие в дискуссии. Очень интересен ваш взгляд и опыт. На самом деле прямой перенос во многих зарубежных источников, вот по моему личному исследованию, критикуется. Вот, но каким образом трансформируется образовательная среда, инфраструктура, дискуссия, конечно же, еще идет. И какие базовые процессы лежат в этой основе, безусловно. У нас также к дискуссии присоединилась уважаемый ректор Красноярского педагогического университета имени Астафьева. Коллега просит слова, и я с удовольствием предоставляю слово Холиной Марии и Валерьевне, прошу прощения, и призываю включиться со звуком. Да, спасибо большое. Уважаемые коллеги, внимательно очень слушала оба выступления, и Салавата Талгатовича, и Игоря Михайловича. Недавно была в Уфе, в педагогическом университете. Конечно, та цифровая образовательная среда, которая там уже на самом деле существует, и те проекты, которые реализуют коллеги в педагогическом университете, но это образец во многом для нас, как формировать именно цифровую образовательную среду как систему. У нас тоже есть определенные достижения в этой области. Например, в октябре была вручена награда, премия правительства Российской Федерации за разработку образовательной технологической платформы «Мегакласс». Ну, то есть мы движемся, и, конечно, для меня Уфимский педагогический университет определенный образец для подражания. Ну, а лекции Игоря Михайловича, выступления его каждое можно слушать и переслушивать. Очень интересно. У меня, знаете, какой возник вопрос? Вот я сейчас сама за черным квадратиком находилась, не включая видеосвязь. И вопрос-то у меня как раз-таки из этой области. А говоря про педагогическое образование профессиональное, должны мы ли, я к коллегам, к ректорам обращаюсь, формировать какие-то этические нормы в этом смысле для будущих учителей, которых бы мы должны придерживаться, и преподаватели, и студенты в момент обучения в педагогическом вузе. По крайней мере, если это дистант, то как-то открыто с личиками общаться в ходе занятий. Поскольку вот эти черные квадратики, отсутствие глаз, отсутствие понимания, как воспринимается то содержание, с которым мы выходим к студентам, оно, конечно, сейчас это дисгармония полная, мне кажется. И вот эти ощущения, которые есть у профессорско-преподавательского состава, они во многом связаны, отрицательные ощущения, негативные, вот именно с этим. Будем мы говорить про какие-то этические нормы, этикет, я не знаю, про нормы в
подготовки. Мария Валерьевна, ну здесь, наверное, два момента хотелось бы отметить. Иногда, конечно, эти черные квадратики – это вынужденность, да, когда не тянет интернет, и такое тоже бывает, да, и мы с вами, что когда нас организаторы встреч, конференции говорят, отключите, пожалуйста, это от нас независящее. А так, конечно, ну, есть же у молодежи, там, если раньше, когда мужчины встречались, значит, в знак, ну, просто здоровались, кивали головой, в знак уважения руку к шляпе подносили, да, в знак особого уважения снимали шляпу. Сейчас, говорят, студенты или молодежь, когда между собой общается, кивают головой, в знак уважения снимают один наушник, в знак особого уважения снимают два наушника. Но действительно, мы же, к сожалению, и к этому вот приходим, да, что в знак особого уважения это снять два наушника. И я думаю, что, естественно, вот видеть друг друга это совершенно иное. Хотя бы так, видеть друг друга, да, потому что, да, мы опять... Студенты группы, в которой я преподаю, магистры, они договорились таким образом. А окошечко горит одно, староста, он за все отвечает, а все остальные за черными окнами. Ну, это так, разрядки, что называется. Когда только началось в мае вот эта вся история, чат родительский есть, сын учится в 11 классе, там, значит, пишет классный руководитель: уважаемые родители, прошу, чтобы ваши дети, значит, там сидели, ну, не то что в пристойном виде, но там, типа, меньше смешили друг друга. У сына спрашиваю, а что случилось-то? Ну, сегодня они, говорят, в ковбойской шляпе сидел со словами, мне так нравится. Второй на следующий день танкистский шлем нашел, видимо, с Раилем Мирваевичем знаком. Раиль Мирваевич. Вот. Но действительно, это тоже есть. И к тому, что выхлоп определенный у людей тоже должен быть эмоциональный, конечно. А так, это тоже этика. И очень большая цифровая этика. Я думаю, она еще до конца даже, ну, не то что до конца, там, на начальной стадии, как вести себя в сети, даже в рамках каких-то встреч. Спасибо, коллеги. Вам спасибо. Спасибо большое. Игорь Михайлович, вас аудитория не отпускает. Перед тем, как передать слово, есть ли шанс у студентов, которые обучаются сегодня в таких условиях, стать профессионалами в своей сфере? Ну, есть шанс. Вот вопрос в том, что такое, есть, да? что такое своя сфера, мне кажется, здесь очень такой существенный. Потому что смотрите, что происходит, мне кажется. Вот действительно не система, а сфера. Потому что вот Николай Кузанский говорил, что сфера, в отличие от системы, это пространство, где центром может быть любая точка. Вот система, там все достаточно, так сказать, иерархизировано и по уровням построено, а вот сфера, центром может быть любая точка. И в этом смысле здесь важно определиться, что для вас будет центр. Вот я все время говорю, что, например, преподаватели, ну, получившие квалификацию преподаватель, студенты и работающие, например, в кадровой службе, организующие повышение квалификации там, сотрудников какой-то компании, они не работают в системе образования, но они работают по специальности все равно, потому что они занимаются, значит, наращиванием человеческого потенциала. Они придают смысл, значит, тем знаниям, апгрейду, значит, совершенствованию этих знаний, которые есть в той или иной компании. Или, например, консультирование в системе, в рекреационной сфере, или в системе жилищно-коммунального хозяйства, или даже финансовое консультирование, там, помощь людям в том, чтобы разобраться, какой вид финансового продукта выбрать в том или ином банке. Все это тоже система человек-человек. Все это помощь людям, чтобы в чем-либо разобраться, что-либо понять, вступить в какую-либо коммуникацию. Конечно, здесь основной инструмент, который здесь такие специалисты используют, это та самая наша педагогика в том числе. И вот здесь важно понять, где для вас центр. Вот если вы, так сказать, в этой сфере поняли, что центр у меня здесь, и начинаете на него усиленно работать, воспитывать его в себе, то все у нас получится. Вот так я думаю. Спасибо большое. Не дают никак перейти к следующему спикеру, но, Салават Талгатович, будут ли развиваться платформы дистанционного обучения после пандемии? Не будут ли перегружены преподаватели и студенты отчетами?
Вот для того, чтобы не были перегружены преподаватели отчетами и всем остальным, нужно развивать новые обязательно дистанционные наши курсы, да, массовые онлайн-курсы, чтобы это действительно был очень удобоваримый продукт, чтобы это был продукт, который запоминающийся, о чем мы говорим, потому что мы только учимся, на самом деле, мы делаем первые шаги, большинство из нас. Поэтому без этого уже не избежать в нашей жизни. Дистанционное образование, цифровое образование, или там глоссарий приводил Игорь Михайлович, действительно, там много формулировок. И здесь другой вопрос. Сейчас надо совершенно иного качества, чтобы эти продукты были. Вот это важнее. Спасибо большое, Салават Алгатович. И говоря, конечно, вот не знаю, как вас, коллеги, но меня сильно зацепил термин Игоря Михайловича «дидактика больших идей», наверное, даже и больших возможностей. Сегодня должен был принять участие Евгений Михайлович Дорожкин, ректор Российского государственного психолого-педагогического университета, но по уважительным причинам он это сделать не смог, но университет будет представлен уважаемым коллегой, директором Института непрерывного образования Российского государственного профессионально-педагогического университета, город Екатеринбург, Наталья Викторовна Ломовцева. Наталья Викторовна, пожалуйста, ректору пожелания здоровья, да, и мы все его очень знаем, ценим, дай бог, чтобы действительно мы в ближайшее время хотя бы в Zoom увиделись мы от всех участников конференции, от коллег, в первую очередь пожелания здоровья. Вам спасибо, что вы с нами. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, я от имени Евгения Михайловича Дорожкина рада поприветствовать всех участников данной конференции. Данная конференция для меня лично, в том числе я возвращаюсь в данный университет уже онлайн. В 2009 году именно в вашем диссовете я защитила кандидатскую педагогических наук именно по теме формирования готовности преподавателей вуза к использованию ДОТ. Тогда мы еще уже 11 лет назад как раз-таки с Раилем Мирваевичем под его председательством говорили об этой теме, и уже, вот видите, коллеги, сегодня мы уже говорим это уже не как что-то новое, не как научная идея, а уже как само собой разумеющееся, и те преимущества, риски и опыт мы с вами в данной конференции делимся. Коллеги, действительно, та тема, которая была заявлена Евгением Михайловичем, она носит именно нашу отдельную часть в качестве, сейчас я сделаю тоже демонстрацию экрана, в качестве именно практических кейсов внедрения программы цифровой трансформации образовательного процесса. Именно в области, конечно же, если вы понимаете, что мы с 2009 года уже говорили про внедрение дистанционных образовательных технологий в нашем вузе, конечно же, мы эти все технологии активно и развиваем, и поддерживаем. Но именно сегодня мы хотим вам показать новый наш виток. Именно буквально вот я на этом заострю внимание, это будет у нас практический кейс номер 3. Ну а сейчас мы, в принципе, я бы хотела сакцентировать внимание. Когда все педагогические вузы перевели в Министерство просвещения, единственный вуз, который профессионально-педагогический вуз оказался из этих 33 вузов, это мы, который именно наш вуз направлен на развитие системы среднего профессионального образования. Мы именно готовим такие квалифицированных рабочих и специалистов, которые будут преподавать именно в системе СПО. И на данных слайдах представлены факторы, определяющие развитие системы СПО. Мы говорим в том числе с 2019 года мы еще начали активно говорить про цифровую трансформацию, как и все вузы в Российской Федерации. Но и мы как раз-таки тогда уже в 2019 году внедрили для наших преподавателей, для всех субъектов образовательного процесса программу цифровой трансформации образовательного процесса. В этой программе мы определили конкретно алгоритм, как переходить весь процесс, образовательный процесс, определили что-то цифровую дидактику всех наших взаимоотношений, так сказать, и в том числе и учебных материалов, и как у нас преподаватели готовят материал. Ну и, соответственно, мы стали наших педагогов уже активно готовить, не зная, что еще будет в марте месяце такая пандемия. Мы уже с сентября 2019 года именно работали
полностью, чтобы у нас преподаватели были психологически и информационно и с разных сторон готовы именно к трансформации образовательного контента и образовательного процесса. Значит, что мы сделали? Мы запустили сразу же, взяли весь курс «Образовательный контент» по 16 дисциплинам, и мы полностью преподавателей запустили так называемый пилотный проект для того, чтобы они в системе наш Moodle разработали для полного электронного обучения, для обучающихся полностью весь контент. Начали мы с 16 дисциплин, сейчас у нас там более 500 дисциплин в этом среде и, соответственно, подключение обучающихся. Начали мы потоковые именно сразу же с сентября на заочную форму обучения, потоковые лекции с выполнением практических лабораторных работ. Мы сейчас активно записываем в том числе и практически все лабораторные работы, в том числе мы делаем какие-то части, ну, сейчас попозже вам продемонстрирую конкретно, и даже те технические, там, где необходимо было присутствие личного студентов и преподавателей. Значит, что мы еще кроме этого сделали? Мы сделали программу повышения квалификации для преподавателей, мы разбили это все на модульные программы повышения квалификации. Мы назвали это функционирование EUOS и сделали различные модули. Модули личного кабинета, модули разработки онлайн-курсов, модуль именно разработка, у нас собственная разработка информационной системы тесты, у нас есть собственная разработка запатентованная таймлайн, который представляет электронный журнал с отслеживанием всего хода образовательного процесса. И, конечно же, в данной ситуации, как мы это все выглядело. Значит, это те 16 дисциплин, по которым мы пошли внедрять сразу же полное электронное обучение для наших обучающихся, то есть педагоги полностью и обучающиеся работали онлайн уже с тем материалом в среде Moodle. У нас закуплена система Мирополис, в ВКС мы проводили, то есть это все было в сентябре 2019 года. Ну и, соответственно, вот мы проводили такую статистику, срез на декабрь 2019 года, сколько у нас было подключено групп, сколько у нас было, конечно, количество обучающихся на каждом онлайн-курсе. Сейчас на сентябрь месяц мы тоже делали определенный такой срез, расширение наших дисциплин онлайн-курсов и количество групп, которые у нас подключаются. Как вы видите на данных слайдах, что, конечно же, я говорю, что это очень много у нас, сейчас практически все, ну, в том числе из-за пандемии, активно работают через среду Moodle. Дальше мы проводили, кроме повышения квалификации, мы сделали достаточно много программ в виде семинаров, вебинаров для наших педагогов, для их повышения именно с точки зрения цифровой компетентности. Для педагогов СПО у нас в структуре института есть один колледж, мы для них отдельно сделали такой курс, разработали «Цифровая грамотность педагога СПО», где мы тоже наших педагогов СПО тоже начали обучать, именно разрабатывать онлайн-курсы. Но здесь у нас те форматы, как мы это все проводили, это было именно март месяц, март-апрель, когда мы активно прям обучали. Ну и практически кейс, на чем бы я хотела сегодня заострить внимание, Евгений Михайлович, я думаю, чтобы об этом рассказал. Мы с сентября 2020 года вместе с Московским физико-техническим институтом построили именно лабораторию цифрового образования. Эта лаборатория цифрового образования, она в том уникальна для нас, мы считаем, что это лаборатория не требует еще дополнительного технических специалистов. Это лаборатория для самозаписи преподавателей. То есть преподаватели соответствующие, мы их показали буквально, это было 2 мастер-класса, как они могут записываться. То есть там технически все настроено, преподаватель может заходить в эту аудиторию и начинать записывать интерактивные видеокурсы. Позвольте, сейчас я вам продемонстрирую небольшой видеоролик, который мы разработали, ну, который демонстрирует, в принципе, те основные позиции, которые мы там сделали. Здравствуйте, уважаемые студенты, слушатели. Меня зовут Наталья Хохлова. Лекция первая. И обратно. Итак, перейдем к первому вопросу. В лаборатории цифрового образования преподаватели имеют возможность записывать свои лекционные и практические занятия и встраивать их в онлайн-курсы РГППУ. Я многократно говорила и писала в своих статьях о существующем цифровом разрыве. Так вот, эта лаборатория, этот формат
уже убирает этот разрыв и позволяет разговаривать с нашими студентами в этом сложном обществе на их языке, в их формате. И наши курсы будут намного интереснее теперь для ребят, которые будут видеть новые информационные технологии в своем обучении. Я бы искренне просил передать наши слова благодарности руководству Московского физтеха, поскольку вот тот проект, который изначально был придуман в головах нас, ваших проекторов, ваших специалистов, вот он сейчас уже реально оснащен вот в этом кабинете, в этом металле, в этих камерах. И самое главное, что он даст, я думаю, новый толчок не только в образовательных технологиях, но ведь это и появятся какие-то новые стимулы и в воспитании нашей студенческой молодежи, если наша молодежь привыкла к такой форме подачи информации. Значит, нам приходится идти за ними. Ну, сейчас лаборатория цифрового образования у нас, честно скажу, она не стоит, она у нас записывается практически круглосуточно. Преподаватели записывают свои онлайн-курсы, они делают именно, обогащают те курсы, которые уже были разработаны у них и помещены в среду Moodle, они делают уже более интерактив визуального видеоконтента. Значит, конечно же, есть те определенные моменты, которые вызвали вопросы у преподавателей даже в плане того, что какую одеть лучше одежду, как лучше выглядит эта камера. И вообще преподаватель должен быть готов уже с другой стороны, чтобы он себя видел уже тоже как... когда он записываемый с камеры. Тоже мы работаем, у нас в том числе мы сейчас разработали тоже дополнительные курсы повышения квалификации для наших педагогов. Это теория и методика электронного обучения, это педагогический дизайн, именно методика создания онлайн-курсов. То есть мы тоже идем навстречу с нашими педагогами, мы им помогаем, все те проблемы, которые у них есть. Конечно же, трудоемкость данной работы, она высокая. И все педагоги, когда мы проводили, в принципе, исследования для разработки вот именно того формата видео, контента для онлайн-курсов, она не так легка изначально, то есть это достаточно трудно так, чтобы именно подготовить, хотя все презентации по всем лекциям они есть, просто надо чуть-чуть было адаптировать. Тут я хотела бы тоже обратить внимание, наш педагог по философии рассказывает именно те вещи, и у педагогов, у обучающихся, простите, появился дополнительный еще именно интерес, и вот тот об облегчении, о котором говорили выше докладчики, это действительно вот проявляется за счет вот таких вот различных, да, средств. Но хотела бы обратить внимание, что для математиков данная лаборатория стала более интересна. У нас там есть такой планшет интерактивный, который сразу же автоматически выводит все это на экран, и это сразу же все сохраняется в системе онлайн-курсов. Ну, хотела бы тоже поделиться с вами теми нашими результатами опроса, когда мы провели среди обучающихся, среди педагогов. Сразу скажу, что не взяла не все, но такой на более тот материал, который подтверждает докладчиков и Салавата Талгатовича, и Игоря Михайловича о том, что в принципе студенты-то как раз-таки им понравилось работать, они умеют и готовы работать онлайн. И они используют и другие онлайн-курсы университетов, мы также предоставляем эти МООКи, чтобы они рассматривали. И спрашивали, презентация удобна, неудобна, видеоконтент удобен, неудобен, ну как бы насколько, не то что удобен даже правильно сказать, насколько эффективно у них усваиваемость материала, конечно же, повышается и вовлеченность, и удовлетворенность высокая отмечают наши студенты. Но мы здесь показываем, какие у нас вообще системы преподаватели используют. Конечно же, у нас есть, ну скажу, EOS Timeline, это наша внутренняя разработка, прям где очень подробно у нас ведется
взаимодействие обучающихся с преподавателями, там у нас организованный чат внутристроенный, и оповещение более так оперативно у нас на всю группу выходит, то есть у нас там есть именно автоматизация у нас настроена, все вебинары, все лекции у нас были автоматизированы с галактикой, с информационной системой, у нас все сразу же автоматически на сайте в расписании студентов, не надо было заходить, они привыкли уже в расписании заходить, они видели просто уже ссылку на вебинар, и они заходили. Ну и мы спросили о преимуществах, которые видят обучающиеся при использовании электронного обучения. Ну, конечно, обращают внимание более свободный распорядок дня, нет необходимости тратить время на дорогу к месту учебы, ну и так далее. Но и в том числе они отмечают, что все-таки появилось увеличение сложности и объемов заданий от преподавателей по сравнению с очным обучением. Ну и тоже, как отмечали, почему у нас черные квадратики, действительно, что плохое качество интернет-соединения, здесь и у обучающихся они были не готовы, многие с телефонов заходили именно на видеолекции, занимались, что это тоже имеет место быть, и плохое качество, конечно, интернет-оповещений. Ну и вот этот вот слайд как раз-таки подтверждает Салават Талгатович о том, что мы видим, что обучающиеся как раз-таки за смешанное обучение, именно за сочетание очного и дистанционного обучения, и та форма, которая у нас, мы бы сейчас хотели, я хотела бы отметить, что с сентября мы занимаемся, у нас сделано, мы так называем это прям лоскутное расписание, мы сделали всех наших студентов, мы вывели обязательно первый курс и вывели 4-й курс, потому что они готовятся к защите ВКР, то есть чтобы именно у них было очные встречи с преподавателем для решения тех вопросов, и это тоже мы видим, тоже есть наше то решение, оно получило подтверждение, что так надо было сделать. Студенты 2-го курса мы вывели с ноября на очное обучение, мы закрепили за ним, за каждой группой аудиторию, и мы сделали расписание прям на неделе, мы раскрыли, когда они ходят у нас, то есть они даже у нас не пересекаются, то есть у нас нет такого прям скопления в данном как бы университете студентов, но при этом у нас именно идет сочетание, уже мы сейчас уже используем смешанное обучение. Ну и про преподавателей тоже приведу немножечко тех статистических данных, что мы, конечно же, использовали онлайн-конференции, постоянно использовали, причем у нас в программе цифровой трансформации было и при пандемии обязательным требованием лекции проводить онлайн, а практические занятия у нас обеспечивала среда таймлайн, где работы прикреплялись, работы проверялись, было оповещение через эту среду, через EOS, но у нас многие преподаватели все равно выходили на онлайн взаимодействие с обучающимися, и ими контактировали не только через нашу систему Мирополис, но также мы видим через Zoom, через Teams, через вебинар. Ну, то есть все те, какие есть среды, у нас как раз-таки преподаватели инициировали сами для взаимодействия, объяснения практических лабораторных работ. Ну и готовы преподаватели, конечно, мы спросили принимать экзамены и зачеты онлайн. У нас это тоже было отдельно с элементами прокторинга, мы решали этот вопрос тоже. Ну и у нас, в принципе, мы считаем, что у нас все удачно получилось. Так сказать, чтобы нас пандемия захватила врасплох с точки зрения готовности проведения учебного процесса онлайн, у нас никаких трудностей не было. У нас даже технически, то есть у нас обучающиеся и преподаватели знали все среды, они в них работали. Единственное, что мы там буквально провели 2 методических еще онлайн дополнительных семинара для актуализации определенных там технических возможностей, и в принципе у нас срыва никакого не было. Но тем не менее, мнение преподавателей о преимуществах, они, конечно же, отмечают, что они стали более интерактивные средства наполнять свои лекционные практические материалы, и они тоже отмечают, что они с пандемией узнали еще много новых технических, так, интерактивных средств для обучения, для проведения именно онлайн-занятий. Ну и, конечно же, весь учебный материал, он был пересмотрен и обновлен
и актуализирован именно с точки зрения презентации, именно выкладывания в среду. То есть это тоже послужило таким вот, мы считаем, толчком для нашей постоянного обновления среды. Ну, что мы сейчас, у нас какие перспективы? Поскольку у нас сейчас запущена лаборатория цифрового образования, ну, во-первых, мы на ней не останавливаемся на одной, у нас сейчас уже одновременно монтируются две, потому что спрос очень большой и желание, мотивация у преподавателей есть по использованию именно данной студии записи онлайн-курсов. Мы заключили договор уже с современной цифровой образовательной средой, чтобы мы выкладывали тоже наши онлайн-курсы и выходим на внешние МУКи, да. И, ну, вот те программы повышения квалификации, которые мы в том числе там и разрабатываем, они я уже выше сказала. Ну, я на самом деле, мне кажется, Салават Талгатович сказал, или Игорь Михайлович, простите, я тут тоже отвлекалась, что, в принципе, вот эта фраза, что технология никогда не заменит учителя, но учитель, который эффективно будет применять технологии, он для развития своих учеников заменит того, кто ими не владеет. Коллеги, я благодарю вас за внимание. Вот это, в принципе, то, что хотел сказать Евгений Михайлович, и на что хотел сакцентировать внимание именно на данной конференции. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Доклад весьма интересен своей концептуальной практичностью. И к вам поступили вопросы. Безусловно, поддерживая ваш посыл о том, что педагога, наверное, никакого нельзя застать врасплох, поскольку любого математика, разбудив в 3 часа ночи, он начнет скалярное произведение векторов и так далее. Вот. Но вместе с тем, когда вы говорили о нагрузке, пришло в голову исследование наших коллег из Томска, которые произвели расчеты штатной нагрузки во время пандемии внешние на затраченные усилия. И получилось, что свыше 700 часов средняя нагрузка оказалась за один семестр. Поэтому эта тема весьма актуальна. И призываю коллег на секциях ее подробно обсудить и внести свои предложения в резолюцию конференции. Итак, к вопросу. Сохраняю орфографию, пунктуацию, склонение, спряжение лица, который его задает. Готовы ли вы делиться своими наработками в области цифрового образования с другими вузами? Если да, то каких борзых щенков готовить? Извините, то различных что? Кого не расслышала последнюю фразу? Если да, то каких борзых щенков готовить? Видимо, это иносказательная метафора. Что вам за это будет и что вы за это хотите? Так, давайте про борзых щенков опустим. Давайте, значит, мы готовы делиться нашим материалом, мы всегда открыты к взаимодействию. Мы вообще рады к нам, когда к нам даже гости тут приезжают очень часто. Так что если вы действительно о каком-то взаимодействии, я прошу, можете написать мне здесь в чат, в личные ваши все контакты, и мы с вами по поводу каких определенных пунктов по взаимодействию мы, конечно же, с вами рассмотрим. Конечно, готовы. Я могу еще тут, Илья Викторович, взять чуть-чуть, тут прочитала от Вадима Басова информацию и в чате, да? Да, до этого преподаватели не имели компетенции публичных выступлений. Да. Ага. Вот, знаете, я хочу вам пояснить, почему я именно сказала, что перед камерой сложнее преподавателям было работать, чем в аудитории. Мы после того, как мы прямо запустили эту лабораторию, мы записали буквально у 20 преподавателей вот этих вот интерактивные видеолекции и потом провели семинар. Назвали его «Онлайн-образование. Инструменты и возможности», где преподаватели мы попросили достаточно откровенно высказать свои сложности, трудности, с которыми они столкнулись, но в том числе и возможностями. Конечно же, возможностей они отметили очень много, но с какими сложностями, как раз с публичными выступлениями. Педагог сказал, вот, например, говорит, я привыкла ходить по аудитории, я смотрю в глаза обучающихся, я вижу, да, тот материал, как я его доношу, и, соответственно, то именно взаимодействие между даже глаз, между преподавателем и обучающим, оно происходит, и я на ходу могу как-то получить обратную связь. И, соответственно, говорит, я говорит, не могу вот прикованно быть, кто-то говорит, держится говорит, за кафедру, стоит, да, неподвижно, кто-то ходит и руками показывает на свою презентацию. Перед камерой мы с вами абсолютно, мы видим только себя в отражении этой камеры. Это есть те, и многие преподаватели приходят, первая была реакция, ой, как, давайте что-нибудь переменяем, давайте я другую одежду одену. И то есть проблема-то была не именно в публичных выступлениях, а именно проблема в том, что мы
перед камерой стоим один на один с камерой и не видим тех, тех обратных лицах, для кого мы, в принципе, это все и готовим, и рассказываем. То есть это самая была вот эта концептуальная вот эта вот проблема работы с камерой, потому что мы прям одежду подобрать, потому что, чтобы повесить петличку, да, он говорит, так там шелковое не подходило платье, она говорит, ладно, в следующий раз приду, другую одежду одену. Вот тут мне, говорит, не нравится, как я выгляжу. То есть это же тоже педагоги, они же тоже это все живые люди, и мы все хотим, как в телевизоре, выглядеть очень красиво и хорошо. Как фотомодели. Я бы даже дополнил, Наталья Викторовна, когда у нас сейчас идет активная работа пересдач, работа комиссии по пересдачам, и студенты, которые должники, активно ищут способы не включать камеру при ответе на вопросы. Какие только способы не придумывают, это один из аспектов, наверное, организации учебного процесса, который должен был бы быть, наверное, нормирован, регламентирован в современных условиях. Наталья, вам еще вопрос. Наталья Викторовна, чуть подробнее бы осветить элементы прокторинга. Угу. Ну, Салават Алкатович, спасибо большое за вопрос. Мы действительно оказались в той ситуации, когда про прокторинг говорили все, и в том числе говорили про те известные ресурсы, которые нам были предложены на образовательном рынке. Но мы прокторингом взяли другие, мы разработали локальные нормативные документы, где мы, в принципе, определили те позиции, которые у нас для обучающихся, как вот те требования, как мы проводим, и вообще вот весь процесс зачета и промежуточной аттестации, итоговой аттестации, у нас это все есть прописано в локальных документах, которые мы в прокторинге, мы это все фиксируем. Когда включается определенная камера, когда у нас происходит показ соответствующих документов, там зачетки и так далее, и как мы это все фиксируем, и потом это все мы сдаем в деканаты. То здесь вот мы такие элементы прокторинга использовали. Спасибо большое. И еще один вопрос пришел буквально только что. Формы контроля при внедрении в вузовское обучение такого рода наработок меняются ли? Ну, формы контроля, я скажу так, по нашему опыту, да, именно по нашему вузу, как у нас была разработана очень серьезная система, называлась, мы ее называем ИИС-тесты, да, она встроена у нас в электронную информационную образовательную среду, и именно возможностью фасилитатного выбора ответов, именно со статистическими там данными, с обработкой именно этих всех показателей. У нас эта информационная система, она мало использовалась. Но именно при вот этой вот форме дистанционного обучения данная система стала востребована в несколько раз. Тот формат очного контроля, который был до этого, при дистанционном обучении и при тем нормам времени он возрос в несколько часов. То есть если выделялось на экзамен на одного человека, предположим, там 15-30 минут, то сейчас при онлайн получалось, не то что выделялось, получалось час-полтора. Именно многие преподаватели, в зависимости от их, конечно же, дисциплины, я не говорю, что все дисциплины были, они были у нас внедрены и перенесены форма зачетов в информационную систему теста. Вот эта вся система она у нас действительно прошла ту апробацию даже на поступление приемной комиссии онлайн абитуриентов. То есть у нас все очень серьезное с точки зрения всех вот именно методических разработок вот этих как тест, как оценочного средства. Спасибо большое. Если позволите, от модератора в завершении пока вопрос. В сети идет очень серьезная дискуссия, и Игорь Михайлович нам это убедительно доказал, жонглируя понятиями, начиная от электронного обучения, через офлайн образование и так далее, о цифровом университете. Проведя такую мощную, кропотливую, прикладную работу по внедрению кейс-технологий, на ваш взгляд, что такое цифровой университет? Уважаемые коллеги, я бы хотела сказать, я не стала тут тоже в дискуссию, это можно входить бесконечно, потому что еще с 2000 года, вообще 20 лет назад, именно те понятия, которые были онлайн-образование, открытое образование, дистанционное обучение, система дистанционного обучения, эти понятия всегда
были дискуссионные, и всегда было тоже первично, и как это все нужно правильно, нормативно говорить. Вот я преподаю дисциплину «Методика и средства дистанционного обучения» уже с 2004 года. У нас в 273 законе, статья 16, Федеральный закон образования, определяет два понятия. Электронное обучение и дистанционная образовательная технология. Так вот, коллеги, я за те понятия, которые, в принципе, у нас с вами нормативно, они уже задокументированы. Что такое все-таки цифровой университет? Коллеги, я здесь вот сейчас, на данный момент, я бы не хотела давать свою субъективную ту оценку и определение, которое у меня есть. Но цифровое образование, которое сейчас активно говорят, сейчас говорят и про цифровую педагогику, и про цифровую дидактику. Поэтому слово «цифровая» к нам, да, пришла от электронного или онлайн. Это не определяет только средства, используемые в том или ином для деятельности. Университет как система, да, как та система, которая заложена изначально для получения знаний, опыта, научности, она остается быть. А то, что мы используем те или иные цифровые технологии, и она определяет тот или иной вид деятельности, это просто как идет как дополнительное, как технологическое какое-то решение. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Я, безусловно, умышленно задал этот вопрос, и вы отлично здесь мне и в том числе и подыграли, поскольку надеюсь, что эта проблематика нашими коллегами на секциях будет рассмотрена более подробно, и они предложат определенные семантические поля для обсуждения, формирования понятия «цифровой университет», в том числе для и рекомендаций нашим учредителям. У меня уже разрывается телефон, вузы спрашивают, почему и где Рамиль Назифович, но он, поскольку все они являются членами Ассоциации электронное образование Республики Башкортостан, и возглавляет ее, является председателем Бахтидин Рамиль Назифович, доктор физико-математических наук, профессор, и у него, на мой взгляд, очень уникальный, интересный доклад о реализации электронного образования в субъекте федерации, то есть в нашей республике. Рамиль Назифович, вам слово. Спасибо, спасибо, Илья Викторович. Уважаемый Раиль Мирваевич, Салават Талгатович, я надеюсь, Салават Талгатович подойдет еще. Так, ну вот, в связи с его репликой я в знак уважения снимаю оба наушника, но ко всем участникам, но один вынужден надеть, поскольку я подключен вот именно через эту систему. Во-первых, благодарю вас за возможность выступить на столь представительной конференции. Сейчас я стараюсь запустить свою презентацию. Так. Уважаемые коллеги, я в своей презентации хотел бы представить конкретно несколько сервисов, которые разработаны в нашей ассоциации. Но прежде всего, буквально два слова о самой ассоциации. Ассоциация у нас организована в 2013 году по инициативе наших университетов и при активной поддержке руководства республикой. Ну вот на сегодняшний день я хотел бы остановиться на основных направлениях, на которые ассоциация сконцентрировала свои усилия. Их будет 7. Ну вот хотел начать с первого. Сейчас что-то. Попробуйте, пожалуйста, нажать на стрелочку на клавиатуре вправо, которая... Ага, нажал. Что-то... А тогда вниз попробуйте. Тоже нет. И вверх не реагирует что-то. А вот этот F11, да, надо набрать? А давайте я попробую запустить вашу презентацию, а вы будете говорить следующий слайд. Спасибо. Ну, первый
первое направление, вот о нем уже, на нем останавливался в своем выступлении Салават Талгатович, это так называемые персональные цифровые сертификаты. Вот ассоциация у нас действует как региональный координационный центр и обеспечивает и сопровождение, координацию образовательных организаций, и, что немаловажно, взаимодействие с федеральным оператором, это так называемый университет НТИ, и не менее важна организация работы контакт-центра для граждан, ну и, конечно, формирование аналитика, статистики, отчетности по региону. Ну вот по итогам реализации этого национального проекта в 2019 и 2020 годах наша республика в одном из первых мест по рейтингу. Если можно, следующий слайд. Ну вот здесь данные как раз приведены, как по количеству образовательных организаций, участвующих в этом проекте, также по количеству слушателей, ну и по количеству, что немаловажно, привлеченных финансовых средств в республику. Следующий слайд можно? Ну вот здесь тоже приводятся некоторые данные по цифровым сертификатам. Следующий, пожалуйста. Угу. Ну вот здесь я привел топ самых востребованных программ от республики, в которых участвовали не только жители нашей республики, но и жители других регионов. Уважаемые коллеги, 21 декабря будет этого года пресс-конференция на федеральном уровне, куда приглашены и главы регионов, которые активно участвовали в этом проекте. Я надеюсь, что значит, наша республика тоже на этой пресс-конференции будет представлена, и я надеюсь, что мы получим репутационные некоторые имиджевые результаты, в том числе и для нашей республики. Ну, что еще хотелось бы в завершении опыта участия в проекте ПЦС сказать, что в 2021 году реализация проекта будет осуществляться по модели, которая уже будет значительно отличаться от предыдущих, и учитывая, что в следующем году уже будет разыгрываться 144 тысячи сертификатов, я напомню, что в 2019 это было 5, а в 2020 33, и то, что условия участия меняются, здесь усиление деятельности ассоциации, конечно, является очень критичным. Поэтому мы планируем уже в ближайшие дни создать проектный офис для подготовки к участию. Я думаю, нас в этом поддержат наши учредители, вузы республики. Я надеюсь, что мы в следующем году также успешно примем участие в этом очень важном для нашей страны проекте. Следующий можно? И дальше можно еще. Дальше. Ага. Ну и дальше можно. Об этом я уже обо всем рассказал. Вот следующий сервис, который предлагает наша ассоциация, это платформа электронное образование Республики Башкортостан. Ассоциация управляет этим порталом, и что в свою очередь дает возможность для образовательных организаций воспользоваться следующими сервисами. Это предоставление возможности всем образовательным организациям размещать электронные курсы на единой площадке. Сейчас 870 электронных курсов размещено и 360 тысяч пользователей. Это довольно-таки большая аудитория. Это позволит вузам резко повысить посещаемость курсов и их совершенствование. Ну и использование единой системы позволяет непосредственно сразу с сайтов
в частности, с сайта госуслуг, сразу перейти на сайт портала без какой-то новой идентификации. Следующий, пожалуйста. Ну вот на этом сервисе я хотел бы чуть подробнее остановиться, так, поскольку он как бы интегрирует интересы и работодателей, и образовательных организаций, и, собственно, физических лиц, которые ставят перед собой определенные задачи, как по определению компетенций своей востребованности, так и возможности формирования индивидуальной траектории для повышения этих компетенций. Ну а для работодателя это поле для рекрутинга, ну а для образовательных организаций это возможность адаптировать свои курсы к интересам работодателей. Следующий, пожалуйста. Ну вот сегодня коллеги уже говорили и про систему аттестации, и про систему прокторинга. У ассоциации есть в этом плане свои решения, которые мы тоже можем поделиться, потому что сейчас достаточно большой интерес на рынке к этим продуктам. И следующий можно слайд? Вот, например, система прокторинга, которая предлагается там такими компаниями, как Procter Edu, Examus, они очень дорогостоящие, и наши предложения на порядок дешевле, и мы обеспечиваем сопровождение. Так, следующее. Ну вот тоже буквально два слова про новый сервис. Это совместно с белорусскими коллегами мы завершили разработку по микрообучению. Это приложение, которое встраивается в смартфоны, которое позволяет работодателям, не работодателям, а компаниям давать минимальные требуемые компетенции для своих сотрудников. Уже есть заказы со стороны ряда компаний для установления на смартфонах своих сотрудников. Это прежде всего касается таких направлений, как охрана труда, техника безопасности, промбезопасность и другие. Ну и, наконец, седьмое сервис, следующий. Нами создан центр тьюторинга, поскольку в республике есть так называемые центры общественного доступа в районах республики. Они, как правило, на базе районных библиотек формируются. Значит, у нас с ними есть соглашение, и мы могли бы вот в этом плане расширить деятельность и оказать помощь и организацию приема в наши образовательные, не только наши образовательные организации. Ну и, конечно, дальнейшее сопровождение и оказание консультаций. Вот, собственно, те сервисы, о которых я хотел бы проинформировать слушателей нашей конференции. И следующий слайд. В качестве выводов я хотел бы сказать, что мы готовы к сотрудничеству, готовы взаимодействовать с другими регионами по выгодному обмену и использованию наших сервисов. Ну и если сейчас есть какие-то вопросы, я готов с удовольствием на них ответить. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Рамиль Назифович. Ассоциация действительно очень сильно продвинулась вперед в реализации проекта, федерального проекта России, новые возможности для каждого. Поэтому очень резонансно
происходит деятельность. Но поступили, Рамиль Назифович, вопросы. Я обращусь к коллегам, которые смотрят. Некоторые вопросы у нас премодерацию не проходят, поэтому просьба переформулировать их в более удобочитаемый вид. Некоторые я, конечно, сейчас уже сам за вас эту работу сделал. Итак, как записаться на программу ПЦС? Спасибо. Ну, я думаю, что когда будет объявлен конкурс следующего года, а он будет объявлен, я надеюсь, в первые месяцы уже следующего года, вы можете с нами связать. Это один из наших предоставляемых сервисов для населения. И мы где все подробно расскажем, какие алгоритмические шаги надо сделать, чтобы записаться на тот или иной курс. Ну и другие советы дадим с удовольствием. Спасибо большое, Рамиль Назифович. Немножко я адаптирую следующий вопрос. Не знаю, точка. Насколько сейчас готово население Башкортостана и России к использованию цифровых сервисов? Ну, знаете, действительно вопрос, наверное, имеет право быть сегодня озвученным и обсужденным, и не только вот мной, а и, может быть, еще и на секции. Но на самом деле сегодня без этого просто, я считаю, что ни один гражданин не может полноценно жить. Ну, а во-вторых, в этом году мы вот запустили при помощи нашего Министерства цифровых технологий Республики программу, которая обучилась 13 тысяч человек называется «Основы цифровой грамотности». Здесь ассоциации готовы и дальше продолжать свою миссионерскую деятельность. Спасибо большое, Рамиль Назифович. Ну и в завершение, если позволите, вопрос от модератора, он скорее даже совокупный вопрос. После общения со студентами он появился и с родителями, которые не посещали нашу образовательную систему дистанционную. В чем возник вопрос? Студенты вынуждены были ездить из частного дома на гору, чтобы получать доступ в ЛМС и отвечать на вопросы. Соответственно, цифровой разрыв населения очень силен. На ваш взгляд, что делать людям в глубинке? Ну, во-первых, все-таки действительно мы и в социальных сетях проблема эта обсуждается и давно, и серьезно. Многое, конечно, делается в нашей республике. И вот депутаты Курултая тоже поднимали неоднократно этот вопрос, и недавно целое заседание было посвящено этому вопросу. Поэтому со слов министра цифровых технологий республики, в этом плане у нас в ближайшие годы будет существенное позитивное изменение. Но, тем не менее, я уже в своем выступлении говорил, что есть в районных библиотеках центры общественного доступа, и я думаю, что на них тоже может быть возложена эта миссия. Но задача стоит серьезная, и я думаю, сегодня и власть, и образовательные организации, и муниципалитеты эту задачу озабочены, и я думаю, что решение будет по облегчению вот этой ситуации для ребят из глубины. Спасибо большое за позитив, Рамиль Назифович. Я теперь уже обращаюсь к студентам, которые нас смотрят на YouTube-канале и приготовили... Смотрят, значит, уже у них есть... Совершенно верно. И они, наверное, уже бы приготовили в следующем семестре ответ, что у нас есть проблемы с интернетом. По республике есть 40 пунктов, уважаемые друзья, поэтому призываю воспользоваться этой возможностью и не только в библиотеках и в своих родных школах пытаться найти хороший канал связи больше 1 мегабита, но и вместе с тем Ассоциация электронное образование нацеливает вас на
определенное местоположение. Это можно увидеть на официальном сайте ассоциации. Спасибо огромное, Рамиль Назифович. Спасибо. И у нас, коллеги, следующий спикер не смог присоединиться к нам в Zoom в режиме онлайн, но была выслана видеопрезентация, видеоприветствие конференции к организаторам, участникам. Лыгина Ольга Ивановна, проректор по науке и международному сотрудничеству Баишев университета, доктор PhD, готова и дает политическое разрешение нам это видеообращение опубликовать. Я прошу техническую службу запустить видео. Добрый день, уважаемые коллеги, студенты, обучающиеся. Баишев университет, Казахстан. Рад приветствовать всех участников на первой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Дистанционное образование, трансформация, преимущества, риски и опыт». В столь сложное время именно перехода от обычного формата обучения на обучение в дистанционном режиме, то есть в онлайн-формате, экстренно необходимо получить ответы на актуальные вопросы цифровой трансформации образования. Проблема именно обучения в онлайн-режиме в селах, в аулах детей, учащихся, студентов для педагогов стала решаемой проблемой, но, однако, имеются вопросы, которые на конференции и будут озвучены. Желаю всем участникам прийти к единому консенсусу и единому ответу на вопросы цифровых технологий обучения, педагогических технологий дистанционного обучения, подходов компетентностных к обучению в дистанционном формате и ряду других вопросов, которые будут озвучены и представлены на первой Всероссийской конференции. От имени руководства Баишев университет из Казахстана шлем огромный привет всем участникам с пожеланиями. Самое главное – здоровья. Поблагодарим Ольгу Ивановну, сетуя, что она не смогла к нам сегодня присоединиться. Баишев университет – надежный друг и партнер многих наших университетов, в том числе и Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахеддина Акмуллы. Поэтому с надеждой на дальнейшее сотрудничество мы, конечно же, приветствуем данное обращение наших коллег. И у нас сегодня мы выходим на финишную черту. Крайний спикер нашей конференции, которая продолжится, еще раз напоминаю, в 14:00 после хорошего обеда. Призываю присоединиться. Доктор педагогических наук, профессор, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, научный руководитель научно-исследовательского института стратегии развития образования Асадуллин Раиль Мирваевич. Его проблематика связана с педагогическим сопровождением субъектного развития будущего специалиста в условиях дистанционного образования в ВУЗе. Мы умышленно Раиль Мирваевича попросили завершить нашу конференцию, поскольку методология должна выступление базово поддержать все наши посылы, которые мы сегодня сделали. Раиль Мирваевич, вам слово. Спасибо. Илья Викторович, меня слышно? Да, Раиль Мирваевич, хорошо слышно и видно. Коллеги, добрый день. Прежде всего, свои впечатления от начавшейся конференции. Спасибо коллегам. Достаточно серьезная география, очень представительные люди сегодня присутствуют и выступают. Поэтому в некотором роде я волнуюсь. И хотел бы констатировать следующий факт. Сегодня уже неоднократно говорили о том, что цифровые технологии – необходимость или благо, которое придет к нам в перспективе. И для себя я открываю еще один момент, который радует. Я одновременно сижу перед 3 компьютерами и нахожусь в своем кабинете, присутствуя на 3 мероприятиях.
только что выступил оппонентом докторской диссертации в Оренбурге. Вот сейчас, выступая перед конференцией, не прекращая слушать все выступления, и одновременно нахожусь на работе. Поэтому, на мой взгляд, когда мы говорим о развитии цифрового, электронного или дистанционного образования, мы еще находимся на начальном пути, и все резервы, весь потенциал цифровой педагогики, конечно, мы еще для себя не открыли. Предыдущие выступления, в основном они были связаны с практикой применения цифрового образования, инфраструктуры дистанта. Я для себя взял, на мой взгляд, очень больную и сложную тему. Она больше теоретическая, чем прикладная, поскольку находится на стыке философии, педагогики высшей школы, психологии высшей школы. А тут еще возникает еще один такой аспект, как цифровизация образования. Речь пойдет о возможности дистанционного образования, о потенциале его в плане субъектного развития специалиста. И свои соображения я хотел разместить или раскрыть в 4 тезисах. Первый тезис, если можно, следующий слайд. Он в таком метафоричном виде звучит так. Центр управления развитием человека находится внутри его самого человека. А из этого следует, что, организуя профессиональное образование в вузе или в среднем учебном заведении, важно задумываться не столько на организации деятельности самого преподавателя и даже не на структуре учебного материала, а на том, как организовать саму активность самого студента. И это оказалось очень непростой проблемой. Я вспоминаю материалы, опубликованные Галиной Михайловной Андреевой еще в 70-х годах прошлого столетия, и сопоставляю такие же материалы у современных исследователей, и нахожу интересным, когда преподаватели высшей школы, которые потерпели неуспех своей профессиональной деятельности, объясняют свои недостатки тем, что им попались не те студенты или программа несовершенная. Сегодня начинается, потом про... Коллеги, меня слышно, да, или кто-то... Да, был небольшой сбой технический. Вас слышно, продолжайте, пожалуйста. Хорошо. Конечно, вот это требование, когда во главу угла ставится сам студент, организация его деятельности заставляет пересматривать классическую структуру образовательного процесса в высшей школе. И когда мы говорим о том, что системно-деятельностный подход и компетентностная парадигма включается как основные методологические основания образовательного процесса, мы должны немножко пересмотреть и не только содержание профессионального образования, технологию образовательного процесса и структуру самого образовательного процесса. Сегодня уже очевидный факт и состоявшееся явление, когда компетентностная парадигма реализуется в образовательном процессе, однако модернизации в этом плане продолжаются, и во многих предложениях и инновациях в системе российского образования, на мой взгляд, начинает доминировать искаженные представления о месте предметных и профессиональных знаний формирования личности будущего специалиста, становления их как профессионалов. Некритично, без должного анализа, игнорируя существующую практику, большое количество ученых, академических структур и вузовских преподавателей говорят о приоритете компетенции над знаниями. Тем самым как бы утверждается мысль, что знаниевый компонент образования вторичен по отношению к компетентностному подходу. А это означает, что знания, особенно фундаментальные, сегодня можно не рассматривать как глобальные для современного профессионального образования. Негативные выпады в сторону фундаментального образования уже сегодня становятся правилом хорошего тона.
За всем этим, конечно же, скрывается не только явная или завуалированная конфронтация между компетентностным подходом и предшествующей традицией профессионального образования. Но, на мой взгляд, здесь прежде всего видна неразработанность тех педагогических технологий, которые совмещают традиции образования и включение дистанционных образовательных технологий. Между тем, очевидно, это уже азбука, да, что без формирования у студентов определенной картины мира нельзя научить их изучать и понимать мир, тем более принимать решения и действовать в этом мире. Компетенции, тут много определений, и порой, на мой взгляд, неправильных. Это прежде всего поведенческая характеристика, которая причинно связана с критериями эффективного и успешного действия в профессиональных и жизненных ситуациях. В них, я подчеркиваю, может быть, не совсем корректно, внутри них знания представлены в динамической логике, в актуализированной форме и ориентируют субъектов в образе и способах выполнения деятельности. Вот здесь, на мой взгляд, таится и корень зла. Поэтому, на наш взгляд, основной посыл в образовательных инновациях в связи с внедрением компетентностного и системно-деятельностного подходов должен состоять в интеграции традиционных и инновационного образования. А ключевым моментом этой интеграции должны служить педагогические технологии, которые ставят студентов в субъектную позицию. Этот термин, на мой взгляд, тоже заезжен. Любую активность студента сегодня рассматривает как его субъектную позицию, хотя это не совсем так. Но вместе с тем, опровергая оппонентов, можно сказать, что они частично правы, когда утверждают, что профессиональное образование не должно строиться только на прагматической, технократической основе, цель которого заключается в развитии производственных технологий, а человек начинает рассматриваться как объект манипуляции. Коллеги, я забываю говорить о следующем слайде, пожалуйста, включите. Знания, независимо от того, предметные они или профессиональные, должны органично включать человека в бытие мира и помогать студентам в сущностном восприятии и осмысления предмета изучения, освоения способов преобразования этого предмета для достижения собственных целей в контексте личностного и профессионального развития. Коллеги, мы как азбуку уже знаем, что механизм усвоения новой информации не допускает прямую передачу знаний от одного субъекта к другому, но это часто происходит в результате лекционно-семинарских занятий в ВУЗе. Чтобы стать самостоятельным и эффективным субъектом профессиональной деятельности, человеку недостаточно иметь хорошее представление профессиональной действительности, а важно владеть способностью ориентации и уметь применять решения по изменению этой среды. И эта способность, как вам известно, называется практическим интеллектом. Однако эти положения не повод для представления компетенции без знаниевой основы, а фундаментальные знания считать вторичными по отношению к профессиональным компетенциям. А дальше я бы хотел обратить внимание на те многочисленные исследования у нас в мировой практике, которые показывают, как зависит глубина и качество усвоения предметных знаний для применения этих знаний в реальных жизненных ситуациях. И исследования в совокупности показывают, что формальные предметные знания и трансфер их пригоден, усвоение формально пригодных знаний и трансфер их в другую предметную среду успешен, когда знания применяются в другой области, то есть знания по физике применяются по биологии, когда знания усваиваются в одном месте, применяются в других местах. Но нас интересует ведь другое, насколько предметные знания позволяют функционировать в профессиональной деятельности в последующем. Вот здесь, к сожалению, предметные знания не всегда оказываются
функционально пригодными. Они в основном помогают рассчитывать, выполнять расчеты во время профессиональной деятельности. Допустим, экономист рассчитывает налоги, и здесь применяются математические знания. Но проблема в другом. Насколько мы знаем, получаем профессиональные знания, которые позволяют студентам выполнять целостную, системную профессиональную деятельность. Между тем, классическая модель образовательного процесса вуза действительно зависла, продолжает реализовываться в индустриальной логике, передавать готовые знания и готовить исполнителя, тогда как образовательные стандарты и новая экономика и производство актуализируют иные схемы анализа и построения вузовского образовательного процесса, предусматривающие организацию собственной учебной деятельности студентов, за которыми видны, проявляются структуры профессиональной компетенции. Следующий слайд, пожалуйста. В отличие от общего образования, формирование умений профессиональной компетенции происходит как двухфакторная проблематизация. На первой фазе, на первой стадии профессиональной подготовки студент должен наряду с профессиональными знаниями получать, наряду с предметными знаниями, знаниями науки, должен получать профессиональные знания, которые раскрывают образ способа выполнения действия, образ профессиональной деятельности и способа оценки. А вот уже второй этап, он должен быть задействован для того, чтобы студенты упражняли, тренировали отдельные действия, а в совокупности выращивали профессиональную деятельность и упражнялись в них. Вот здесь, на мой взгляд, цифровые технологии могут оказать разительное действие в отличие от классического образования. Следующий слайд. Как известно, прикладные знания раскрывают природу профессиональной деятельности, технологию ее выполнения, нормативные, культурные способы усвоения этой технологии. Иначе говоря, они должны давать представление о схемах действий, входящих в структуру профессиональной деятельности. Эти знания и способы деятельности не появляются путем проб и ошибок, как часто это представляется. Различные формы практики без предварительного формирования ориентировочной основы деятельности, без демонстрации опытными профессионалами нормативно одобренных образцов, способов выполнения профессиональной деятельности не дают педагогического эффекта. Образно говоря, каждый человек может рисовать, но хорошо рисовать может только тот человек, который усвоил культуру рисования, которая вырабатывалась и оттачивалась в течение многих веков и в обобщенной и конкретизированной форме представлена с помощью специально подготовленных для этой работы людей. Следующий слайд. Наверное, мы уже переходим к анализу причин, почему же, несмотря на модернизационные процессы, которые идут в сфере профессионального образования, мы очень часто топчемся на месте. А тезис в следующем. Дело в том, что сообщество преподавателей вуза, находящихся в условиях профессионального и социального кризиса, замкнулись на своих субъективных представлениях о функциях вуза и существующих традициях профессионального образования. Вместе с тем нельзя не согласиться, что преемственность – это благо, поскольку сохраняет традиции и заставляет эти традиции переносить в новую сферу профессиональной деятельности. Но, к сожалению, традиция – это и инерционные процессы. И главным корневым фактором этих инерций выступают сами преподаватели. Между тем, которые считают, что в основу, конечно, должно идти увеличение объема знаний в программах, материалах, и они своими исследованиями пытаются этот объем расширить. Но мы же уже прекрасно понимаем, что наши стандарты не могут уместить огромное количество новой информации. Тем более психологи доказывают, что простое умножение знания умножает и незнание, то есть способность ориентироваться в условиях неопределенности. Поэтому системно-деятельностный подход
который, кстати, лежит в основе современных образовательных стандартов, предлагает иные пути решения этих вопросов. Пожалуйста, следующий слайд. Вот системно-деятельностный подход, как я уже говорил в начале, во главу угла ставит студентов. И образовательный процесс должен быть так обставлен, чтобы студенты сами осуществляли проблематизацию, разрабатывали способы решения проблем, обнаруживая для этого необходимые ресурсы, планировали реализацию решения и практически осуществляли те решения, которые сами нашли. А после выполненной работы обязательно выполняли рефлексию и исправляли то, что у них не получалось. К сожалению, пока не все получается, и здесь, наверное, мы вправе вспомнить слова Гегеля, что любая система, она принадлежит своей эпохе и разделяют с ней ее ограничения. В нашем случае ограничения связаны с тем, что педагогическая общественность еще до конца не раскрыла педагогический потенциал цифровых технологий. И я уже подчеркну, что мы находимся на начальном этапе применения. Если можно, следующий слайд. Вот и здесь вот ограничение еще связано с тем, что ментальные основания восприятия и применения цифровой информации у студентов и преподавателей принципиально отличаются и часто противоположны. Есть два оппозиционных подхода. Первый, когда к этой категории относится немалая часть преподавателей, считают, что цифровые технологии вводят информацию в сознание студентов вопреки существующей логике мышления, точнее, вопреки объективной логике мышления. А у студентов складывается совсем по-другому. Они практически на подсознательном уровне схватывают эти вещи и легко усваивают цифровые технологии. Мы же считаем, что цифровые технологии, даже те вещи, которые мы увидели у предыдущих докладчиков в Башкирском государственном педагогическом университете, Российском профессионально-педагогическом университете, когда они показывали чудеса аудитории с образовательными технологиями, они начальный этап. Мы должны говорить уже о создании, пожалуйста, следующий слайд, о создании инфраструктуры, дополняющей существующую инфраструктуру образовательного процесса, когда цифровые технологии создают виртуальную реальность. И эта виртуальная реальность, создаваемая VR-технологиями, виртуальными технологиями, дополненными технологиями или технологиями комплексными, они должны создавать ту реальность, в котором студенты, находясь внутри них, могут не просто знакомиться с объектами, которым перед ним ставит тот или иной предмет, а находиться в условиях, когда они преобразуют эту действительность в целях создания каких-то проектов, нужных для профессии. Иначе говоря, виртуальная реальность должна моделировать условия тренинга реальной профессиональной деятельности. Иначе говоря, я хочу сказать, что должны появиться сценарии дополненной и смешанной реальности. И то, что мы имеем сегодня, конечно же, со временем должно быть дополнено совершенно иными техническими решениями. Вот решить, следующий тезис, следующий слайд, пожалуйста. Решить, можно следующее. Решить эту проблему можно лишь тогда, когда вот появляется некая информационно-образовательная среда. Следующий. И вот создается, сегодня мы говорили об электронном университете. Я вижу будущее университетов как бимодальный образовательный профессиональная образовательная организация, в котором не просто сочетается смешанное
классическое образование, дополненное техническими решениями, а это должно быть некий интегративный образовательный процесс, который выстраивает образовательный контент в логике субъектного развития будущего специалиста. И, конечно же, это потребует изменения в организации профессионального образования, которое, следующий тезис, следующий слайд, пожалуйста, который позволит, во-первых, на основе мотивов деятельности самих студентов ставить их в ситуации цели и целеполагания, планирования и исполнения профессиональной деятельности и обязательно обеспечивать рефлексию и оценку своей работы. Вот, на наш взгляд, вот такое решение образовательного процесса должно иметь некий такой стадиальный характер. Несмотря на то, что вот мы говорим о таких элементах, да, то сам образовательный процесс, конечно, представляет непрерывный процесс, да, но он разбивается на определенные стадии в целях выделения только отдельных дидактических целей. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Итак, вот повторюсь еще раз, образовательный процесс, он, конечно, непрерывен. Только в исследовательских целях можно разбить его на следующие стадии. Первая исследовательская стадия. На этой стадии студенты изучают природу профессиональной деятельности, ее структуры, функции, свойства, внутренние отношения. На следующем этапе образовательного процесса на основе исследования средств и результатов профессиональной деятельности планируется и обеспечивается упражнение выполнения действий. Далее идет этап контрольно-коррекционный, где оценивается исполнение результатов, осуществляется пошаговый контроль выполнения работы. И уже дальше идет стадия, на котором происходит обобщение. Студенты должны как бы соединить и предметную деятельность, и профессиональную деятельность, свои умение выполнять отдельные действия и в целом профессиональную деятельность, и формирует себя как субъекта профессиональной деятельности. В данном случае мы говорим, конечно, о профессиональной педагогической деятельности. Таким образом, в комбинированном образовательном процессе, на наш взгляд, можно выделить два ядра. Его познавательное ядро, основанием которого являются теоретические знания, разбивающие на предметные и профессиональные. А содержанием образовательного процесса должна быть работа студентов над решением практических задач. Конечно, вот то, что предлагается, это всего лишь один из способов организации профессионального образования. Я думаю, что развитием цифровых технологий, цифровой педагогики таких вариантов решения будет намного больше. Спасибо, коллеги. Я завершил выступление. Спасибо огромное, Раиль Мирваевич, за такое мощное методологическое погружение. Мы очень корректно, коллеги, идем в жестком фарватере нашего регламента, поэтому поступили вопросы, Раиль Мирваевич. Что называется, не отказывайте себе во времени, но призываю к лаконичной методологии ответа. Первый вопрос, я бы, наверное, в его окончании поставил небольшой смайлик с подмигиванием от профессора Штейнберга. Цитата. То есть, Раиль Мирваевич, нужны самоорганизация, саморегуляция и соответствующие дидактические регулятивы. Вопросительный знак. Валерий Минуилович, ваше подмигивание мне понятно. Я хочу еще раз сказать, когда мы говорим о развитии субъектной позиции или о формировании студента как субъекта профессиональной деятельности, мы имеем прежде всего одно великое качество, которое, к сожалению, сегодня плохо формируется в ВУЗе. Это научить студентов самонормированию собственной активности, то есть научить его самоопределению. И поэтому вот эта цель, да,
И согласен с вами с тем, что если не будет педагогического сопровождения с регулированием его внешней предметной деятельности, о котором вы говорите, конечно, педагогический процесс невозможен, поскольку сама педагогика и занимается организацией внешних обстоятельств студента, которые вынуждают, то есть приводят к внутренним изменениям его психики и профессиональных качеств. Владимир Иванович, вот у меня вопрос. Вы говорили о преемственности, о том, что это зачастую тормозит, но человечество ведь не только в образовании, вообще в управлении ничего пока на сегодняшний день не придумал ничего умнее, чем тезис «вчера, сегодня, завтра», что мы сегодня ориентируемся на вчерашнем опыте и принимаем решение про завтра. И вот мы зачастую очень говорим еще, что образование очень консервативная среда. Не кажется ли вам, что это мы сами себе облегчаем этим самым работу? Так же, как иногда творческие люди позволяют себе опаздывать на что-нибудь и говорят, ну, я же творческий человек. Как будто творчество предполагает, что он изначально нет у него часов, не умеет выстраивать свой рабочий график и так далее. Так вот, насчет, еще раз, консервативности образования. Ведь, я думаю, вы согласитесь с тем, что многие люди из нашей среды, они прекрасно понимают не просто то, что нужно развиваться, не то, что требует каких-то изменений, они прекрасно понимают и знают, какие изменения нужно проводить, но в жизни их не притворяют. Почему? Базируются на старом и не хотят развиваться. И говорю, мне иногда кажется, что тезис образования – это очень самая консервативная среда. Придумали мы себе сами для того, чтобы минимум что-то делать. На опережение, чтобы не работать. Иногда складывается такое ощущение. Салтан Ильич, спасибо за вопрос. В принципе, вы на него уже и ответили сами. Действительно, мы в голове, в своем подсознании давно уже держим устоявшийся тезис, что образование начинает действовать через несколько лет. Вот сегодня формируем, а потом выходит. Но мы забываем один выдающийся тезис, который, по-моему, Шацкому относится, что образование – это не подготовление к жизни, образование – это организация сегодняшней жизни. И мне вспоминается заседание Президиума Совета ректоров России, Союза ректоров России, когда мы обсуждали в первый раз идею о том, что образовательные стандарты по своей структуре и даже по содержанию должны соответствовать профессиональным стандартам. И тогда мы не согласились с Соболевым и утверждали, что профессиональные стандарты – это сегодняшняя жизнь, а образование должно уже выводить людей на будущее. Поэтому, конечно же, образование консервативно, но мы останемся консервативной структурой, если сегодняшняя модель образовательного процесса не выводит людей на будущую жизнь и не учит людей моделировать будущие процессы. Но что я хотел сказать сегодня? Понимаете, в футурологии дело тоже очень интересное, и очень часто мы, прогнозируя, ошибаемся. Поэтому важно студентам не давать готовые модели будущего, а научить их самих проектировать будущее. И поэтому знания должны даваться не в готовом виде, а ставить студентов в ситуацию, когда они сами научаются, извините за это не русское слово, открывать знания и, главное, открывая сразу применять их. Это как в анекдоте. Любой анекдот запоминается хорошо, когда услышал и сразу пересказал. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Иванович. Резкая смена темпа, вопрос от студента явно. Цитата. «Ситуация в дистанционном обучении. Точка. Преподаватель ставит огромное задание в ЛМС и через 3 часа требует ответ. Это нормально?» Конечно, это ненормально. Это поэтому некомпетентно. Да, ненормально. Вот, Илья Викторович, я говорил о работе Галины Михайловны Андреевой, написанной в 70-х годах. Посмотрите учебник, вузовский учебник по социологии. По социологии, да. И она там приводит цифры. 87% преподавателей высшей школы считают в том, что неуспех
профессиональном образовании зависит от того, потому что студент не хочет учиться. Но мы же должны подумать, что образовательный процесс моделируется преподавателем, и целью преподавателя является студент, а не учебный материал, который нужно переложить. Студент, который изменился, качественно изменился, освоил знания, тренировался в умениях, обрел способности, какие-то мировоззренческие установки меняются, но это же зависит от того, как студент работает на занятиях, и поэтому образовательный процесс должен моделировать условия, когда студент должен успешно учиться, как говорит в этом Василий Васильевич Давыдов, правда, относительно общего образования. Спасибо большое, Равиль Ильич. Следующий вопрос связан с субъектной технологией. При дистанционном образовании зачастую личность подавляется. Известно, что не все преподаватели владеют технологиями субъектного развития. Что делать таким преподавателям? Илья Викторович, и вы, и мы не только занимались тем, что исследовали вот это явление, но мы пытались выстраивать технологии, которые действительно ставят студента в положение субъекта. Конечно же, вот эта технология, она в принципе отличается от классического образовательного процесса, где нормирует сообщение готовой информации в результате лекционно-семинарских занятий. Сложная технология. Я думаю, что современные образовательные стандарты и особенно динамика, которая терпит экономика и производство, будет вынуждать меняться преподавателей. Вот в сложившейся ситуации, когда мы тотально включились в систему дистанционного образования, даже преподаватели, преуспевшие в годах, как я, они уже активно пользуются гаджетами и умело используют. Я думаю, что придет ситуация, когда мы будем вынуждены менять преподавателей, или иначе вуз будет прощаться с ними. Такая ситуация назреет, мне представляется. Совершенно согласен с вами, Равиль Ильич. Рамка образовательного процесса настолько становится жесткой в этих условиях и прозрачной, когда дверь аудитории становится открытой и доступной. Очень верно. Преподаватель будет вынужден меняться или покидать эту насиженную точку. Как сегодня вот Талгат и коллеги говорили, преподаватели начали менять свой внешний вид. Как только уходит с аудитории кафедры, за которой можно прятаться, да? И когда ты стоишь не перед аудиторией 25 человек, а YouTube выбрасывает эту информацию и тебя в пространство, ты вынужден не только причесываться и одевать красивый галстук, но и менять свои технологии. Это придет. Раиль Мирваевич, спрашивает коллега, но ведь принцип компетенций в УМК, я так подозреваю, в учебно-методическом комплексе, так и построен по принципу знать, уметь, владеть. То есть знание в приоритете, только многие об этом забыли. Согласен, согласен. Конечно, когда мы анализируем в публикациях основное понятие компетенции, мы находим разные определения. Более того, в наших стандартах компетенция стоит на первом месте, знания, особенно фундаментальные, уходят на второй план. Я об этом говорил. Но и говорил другое. Если возьмете образовательный стандарт высшего образования по подготовке учителей, вы там не увидите раздел, когда перед студентами раскрывается не только природа педагогической деятельности, но и не раскрываются схемы, как этой педагогической деятельности овладеть. Даже педагогика и психология преподается в высшей школе сегодня в соответствии с нашим стандартом, так же, как преподается физика или химия. К сожалению, ситуация, анализировал стандарты технических вузов, там ситуации получше. Особенно неплохо выглядят стандарты медицинских университетов. Но также лишь есть отдельные предметы, которые раскрывают способы выполнения технических действий, но они опять не связаны в единую целостную систему знаний, раскрывающую всю
широту и глубину профессиональной деятельности. Я это имел в виду. Уверен, что коллеги услышали. Рамиль, что два буквально вопроса или тезиса. Просьба лаконично, фрагментарно прокомментировать. Я их оба зачитаю, они имеют между собой связь. Первый. Не кажется ли вам, что в погоне за компетенциями теряется элементарная грамотность? Как этого избежать? Есть мнение о том, что подлинное творчество основано только на мастерском владении ремеслом. И вдогонку вторит следующее. Как избежать фрагментарности теоретических знаний при практикоориентированном образовании? Или это уже допустимая погрешность современного образования? Коллеги, спасибо за вопрос. Раскрывает такие глубинные темы организации профессионального образования. Уверен, убежден, и многолетний опыт работы в ВУЗе показывает, что без фундаментальных знаний, без знаний философии, политологии, социологии, без фундаментальных знаний психологии и педагогики, только применение прикладных знаний, пригодных для организации компетенций, для функции, это, конечно, разрушение профессионального образования и разрушение качества профессиональной подготовки будущих специалистов. Я пытался максимально коротко ответить. Спасибо большое, Рамиль Иванович. И мы исчерпали круг. Если позволите, вопрос от модератора каждому спикеру прозвучал. И обращаясь к вам, вот сейчас в условиях цифровой экономики и сквозных технологий Big Data, больших данных, тотально и много говорят о цифровом следе студента и гражданина. Вот, Рамиль Иванович, уважаемый, скажите, цифровом что? Я не расслышал. Цифровой след студента и гражданина. Где, на ваш взгляд, проходит граница закона и морали в сборе данных о человеке? Ну, сложный вопрос. Хотел сразу сказать, что я не прокурор, и вот эти вопросы мне сложно разделить, да. Но я бы хотел вопрос развернуть следующим. Посмотрите, если мы внимательно изучаем федеральные образовательные стандарты и общего, и профессионального, и высшего образования, и если мы изучаем публикации грантов, педагогов, исследователей в области формирования личности студента, то мы сегодня говорим, что образовательный процесс в высшей школе должен обеспечивать личную, индивидуальную образовательную траекторию студентов. Пока мы это не умеем делать, поскольку мы говорим каждого отдельно, но все сидим под одной крышей, да, сложно. Так вот, границы между нравственностью и законом должно находиться также внутри самого студента, от уровня его профессионального и личностного развития. А вот уже профессиональное и личностное развитие должны обеспечивать и школа, в том числе и высшая школа. Спасибо большое, Рамиль Иванович. Рикошетом мне тоже обратно прилетело, сразу почувствовал, где мораль, а где закон. Но огромное спасибо. И обращаясь к спикерам, есть ли у вас реплики, вопросы, замечания? Жду 15-20 секунд. Нет, 10. Ректор, пока остальные подключаются, я могу сказать, что вы великолепно отработали как модератор. Спасибо Салавату Талгатовичу, который задал шикарную траекторию сегодняшнего разговора. Понятно, что времени не хватило. Вот я сейчас весь горю, поскольку очень сложную тему проговорить за 15 минут было очень сложно. Но я думаю, что коллеги обменяются адресами, и дальше в секциях продолжится разговор. И, конечно, Игорь Михайлович, огромное спасибо, Евгению Михайловичу Дорожкину и нашим казахстанским друзьям. Спасибо большое за и оценку, Рамиль Иванович. Евгений Викторович, мы же сможем все презентации собрать и вот участникам как-то разослать или там в облако куда-нибудь, да, потому что действительно вот
Нам-то проще в университете, мы все презентации собрали, мы можем друг другу это раздать, а коллегам, представляющим другие вузы, эти презентации, я думаю, будут представлять интерес. Поэтому давайте мы сделаем вот облако, куда все закачаем, чтобы потом можно было обратиться любому желающему и оттуда взять для себя нужные материалы. Уважаемые коллеги, презентации у нас все в наличии, мы разместим их в облаке, а ссылку на облако в привязанном комментарии к этому видео. Все, это договорились. будет самое простое. Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить наших спикеров Салавата Талгатовича, Игоря Михайловича, Наталью Викторовну, Ольгу Ивановну, Рамиля Назифовича, Раиля Мирваевича. Они сегодня, на мой взгляд, задали серьезный тренд для обсуждения и не только на нашей конференции, но и у себя в образовательных организациях, в коллективах, в студенческих объединениях, в студсоветах отдельно, поскольку вопросы воспитания, они тоже лежат в цифровой среде, равно как и проживание в общежитии. Поэтому если больше нет реплик и замечаний, позвольте считать нашу конференцию закрытой, поблагодарить всех за участие и пригласить на 5 секций. Ознакомьтесь с программой в 14:00 сегодня. До свидания. Коллеги, всем большое спасибо за участие. Всех с Новым годом наступающим.